не было. Мне в ТикТок, оказывается, когда-то там на днях отправляли видео, и, так сказать, подписчица написала, вот с этого начнем. Ассаламу алейкум, агай. Түзімлік бітті. Күнде шундай видеоларны көріп, нервылар етмәсәк. О чем она говорит? Отправила видео, вот, и типа, увидев это, она говорит, каждый день, если видеть эти видосики, то уже невозможно, говорит, терпеть, и как бы не хватает терпения. Это видеть такое. Вот, сейчас я закину-ка свой эфир, так сказать, по каналам. Сейчас закину. Точнее, в телегу поделюсь. Как обычно я делаю это при эфире. Вот. И вот, о чем она говорила, и мы посмотрим видосик, прям с вами послушаем, с него прям начнем. Всем еще раз ассаламу алейкум. 1 человек получает в Ютубе, 2 в ТикТоке пока. Надеюсь, люди не будут спать, встали на сухур и будем посмотреть, так сказать, вместе. Начнем. В сети появилось видео, на котором русский националист топчет флаг республики Башкортостан, а потом на него мочится. Спартак! Чемпион! Русские! Вперед! Судя по писклявому выкрику, этот болеет за московский «Спартак». Но, скорее всего, он из местных. Среди активистов уфимской общины и ей подобных есть фанаты московских клубов. Ему за это ничего не будет. Опыт предыдущих скандалов с оскорблениями башкир четко на это указывает. Если бы это был флаг авторов ролика сразу бы нашли, а так никто даже не пошевелится. Хабиров выкатил в соцсетях пафосный пост о любви к башкирскому флагу, а на деле покрывает нациков. А неравнодушные вряд ли смогут его найти, ведь ему не хватило смелости показать свое лицо. В независимом Башкортостане будет свой флаг с правильным порядком цветов, и никто не сможет безнаказанно его осквернять. Свободу башқұртым, да, рахмат. Мына көрдіңіз, мен тема болмағаш шықмайм бит енді, білесіз бит енді. Мына шундай кірген ем, давно мына бұл ТикТокқа кірген ем, шундай келген шундай хабар енді. Мен мына көрмеген ем, нәрсеге менге Габбасовны новостилар келіп шықмай, но мына Габбасов қашан заливать еткендір, телеграмнан енді вытащено, как я понял, и загружено. Мен қазақ бауырым. Да, на Аляску. Вот на Аляску как поехать? Ну, надо сделать визу, получается. Я на том эфире, да, об этом говорил. Визы Йосарга Керектеге Америка, чтобы попасть в Аляску. Визу надо сделать. И как бы, если по визе заехать, то можно будет потом поехать на работу. Проблем не будет. Главное, надо заехать туда. Вот. Потом обсудим об этом. Вот и думаете после этого, что, конечно, хазыр, сами понимаете, ураза вақты, мында әлі эшләп булмай, сөйләшеп булмай бит инде. Вот. Так. Сейчас. Что тут я не могу понять творится. Сейчас. Сейчас я поговорим дальше. Надо кто-то врезался, как оно нажали, как они в ТикТоке, что творится. В ТикТоке меня там пригласили куда-то, я не понял. Так, еще раз перезайдем. На другой эфир я зашел. Точнее, кто-то врубился в мой эфир, зашел. Не могу понять. Зачем в мой эфир заходить? Я вроде не нажимал, как автоматом меня на эфир взяли. Дебильный телефон какой-то. Так, еще раз. Вторая попытка. ТикТок. Ну, ладно. Короче, Баркиши утра. Не знаю, что опять, может, накрыли медным тазом этот YouTube. Я не знаю, почему так мало людей. Но, может, потом загорится деген кебек. Не, глючит ТикТок, прикиньте. Сейчас продолжим.
TikTok'ta muzikadan boshqa narsa yo'q endi. Постоянно что-то вылазит в ТикТоке. Сейчас, секунду. Так, ikki kishi hozir. Так, hozir soat necha bo'ldi u? Ozginagina men siz bilan o'tiraman endi. Надо будильник поставить, чтобы я не забыл. 1:30. Ну, где-то до 3:30 можно посидеть. 3:30 надо ставить будильник, чтобы я мог завершить. Даже 3:20 поставлю, чтобы немного посидим, потому что сухой шарик кидать туда-сюда. Так, сейчас я вылезу. Телефон подкинет, короче. Сенсоры шлямей. Ну вот, начнем заново. Так, придется, ну, сюда инда айтты, здесь уже заново не будем. Ну вот, курдыгыз инда, смысл какой, да, ведь меня аж задело самое главное, знаете что? Ассаламу алейкум, түзімлік бітті инда, күнде шонды видеоларны көріп, нервалар етмәсәк, деп менге бір башқұрт қызы жазып жіберген. Шонарға мен сізге нәрсе айтырген мағу енді. Достар, мана қарап тұрғысын, мана давайте мы его сейчас, эту тему более обширно поговорим, разными тезисами, когда называется уже тезисы или что, темами, пунктами, так сказать, я вам раскидаю это весь базар. Мана башқұрт флагына ул сиіп ташлады. Башқұртстанда яшәгән урыс инде. Әйме? Узкий. Башқұртстанда яши, ул шунда туылган бәлкем, и ул флагка сиіп ташлады да и пытается накалять обстановку. Инде мына хәзер инде накаляй обстановку Башқұртстан эчендә. Вопрос первый. Башқұртларга, татарларга шунда яшәгәннәргә. Даже урысларга вопрос это. Шунда яшәгәннәргә. Мана сез Башқұртстан халкысыз. Башқұртстан халкы. И вы этим самым, как вы можете гордиться, если у вас же внутри какой-то черт обоссывает ваш флаг? Это раз. Это раз. Потом, представьте эту другую страну где-то. Так обоссали флаг. Допустим, где-нибудь обоссали флаг, допустим, России. Что вы сделали? Мимо прошли бы так же? Или, допустим, обоссали бы также американский флаг или израильский флаг. Как было бы с тем человеком? Что было бы, как вы думаете? Вот вопросы такие, простые вопросы. Понимаете, шуларга башқұрт белән татар кашанга хәтле шунда терпилы буласыз. Кашанга хәтле. Кашанга хәтле сезне шулай будут, как говорится, мана шулай шүпрәк кебек эшләтергә. Сезне шүпрәктән да хуже. Мана шулай гыжымладылар да шүпрәкне мана шулай. Все, помяли вас, флагны вот так помял он, кинул, короче, обоссал и все. Ул дигәне башқұрт белән татарны өстенә сиде хәзер ул. Үзбәкчә әйткәндә минсемәстән. Минсемәстән просто так обоссал. Это то же самое, что лежал бы там башқұрт или татар Башқұртстаннан. И сезне үстіңізге обоссали бы. Как это у вас интерпретировалось бы? Ну как вот, мен аңламайм шуны. Теге раз есігізде болса, теге былтырны бір башқұрт малайлары флагны шығардылар, мұны ондай оранжевый қаралы флагны шығардылар да, онда нәрсе эшләделәр олар. Олар нәрседер сүләделәр, сожгли вроде бы, сожгли всего лишь. Но олар бит үстенә симәде. Это же ниже плинтуса унижение. Үстенә сию, это же бит инде обоссать человека дигәне бит инде. Как можно это вообще глотнуть даже? Почему башқұрт белән татарлар до такой степени миңгерәүләр, Сез нәрсә, миңгерәү до такой степени, что сине дәүләтеңдә шундый эшләр бара. Ул бит видео аша бит ул кешене любым способом вычислить итеп була бит. Любым способом аны табырга кирәк. Любым способом аны табып, дон кайтырга кирәк, понимаете? Любым способом. Меня вот
это триггерит то, что Башкортостан bilan Татарстанда ир кишилар qolmagan javob beriga. А mana, когда начинаешь говорить про них, начинает мне писать, давай seni ko'tingni ayiramiz, давай seni ko'tingni ayiramiz. Mana buni ko'tin ayir. Men bet senga ko'zingni ocham biladi. Men seni ko'zingni ayiram biladi. Понимаешь? Вот seni ko'zingni bet meni ayirga o'ylayman. Ну, давай попробуй narsaga yetirga. Chiqib mana shu uruslarni ko'tini ayiramiz. В чем проблема? Siz bet boshqirt, sen bet totar, shunda tug'ilgan. Men latni O'zbekistonda tug'ilgan endi. Meni ana o'zbeklar ko'timni ayirga o'ylaylar. Ularni so'lasam, o'zbeklarga da, как говорится, tegishli bu narsaga. O'zbeklar da, как говорится, ниже плинтуса опущенный народ, блин, в данный момент. Как я на днях же вам выпускал тему, теперь постоянно это буду говорить, наверное. Как я на ифтар ходил, позвали меня узбеки на ифтаре, пришлось мне самому платить за ифтар. Я был на ифтаре, где я сам оплатил. Это куда деваться, да? Это же пипец. Это тоже ниже плинтуса, как говорится, люди опустились. Я, допустим, человека зову куда-то, я должен оплатить. Я тебя позвал, при том, не просто посидеть чай попить, а во время уразы на Рамадан ты зовешь человека на ифтар. Шунарга дуслар, mana ben biten bugün söz söyledim bitinde. Дальше продолжим этот. 10 минут где-то я говорил, я укладусь за 3 минуты, но не получилось. Как в новостях сказали, что из Азии, Центральной Азии, самые большие люди, оказывается, служат у узкожопых в армии из Узбекистана. Рахат. Это мед ушам или лапша с медом. Я не знаю, как можно это сказать. Понимаете? Шулай рахат болып кетті, а? Шундай преданный үзбеклерім менің. Преданныйлар. Баланы этаждан тұта, көкірегіне. Потом барып орыс үшін үлә. Рахат. Рахат дүнияда яшайсыз, а? 37 миллион. Из 37 миллион шундан бір толковый кіші шықмады, а? Бір толковый кіші шунда шығып тұрып, бір ақсақал айтырға, балалар, хайванлар, сіз немеге шу орыс соғышына барасыз? Унаqa pul topguncha boshqa pul top, ko'tingni ber концда концов. Трансвестит bo'lgin, trans bo'lgin, и то sendan pольза bo'ladi. Odam o'ltirmaysan, faqat ko'tingni berasan. Ko't beringlar. Понимаете, вот я не могу вот этого понять. Почему shunaqa maraslik bo'lib ketyapti odamlarda? Shunaqa ham 37 million ichiga odamni ichiga, o'zbekni ichiga shunaqa chiroyli qilib shayton kirdimi ekan, a? Men misqillandim. Men misqil bo'ldim. O'zbegim tarafdan men misqil bo'ldim. Тут, видишь, boshqirdlar, tatarlar умирают. А bunda bu O'zbekistondan, Aziyadan allaqachon nezavisimiz olib bergan sizlarga Karimov. O'shandan kelib turib Putinni urushida o'layapti. Jinnimisizlar sizlar? Sizlarni ming marta уже 3 yildan beri men gapiryapman shuni. 3 yildan beri. Sizlar yo'q. Ong'ira kabi borasizlar shunda. Таки баранlargina идет, вот баран идет, вот, если видели, наверное, видосик, баран вот бодаться любит, почему-то он бежит вот так, и вы то же самое. Почему бараном назвали людей? Вот это и есть. Mingrov, kishilargina boradi u so'g'ishga. Pul topaman, ақша topaman deb. Понимаете? Здесь, вот представьте, вот mana shu o'risni o'rnida, представьте, пример приведу. O'zbekistonni, Qozog'istonni flagini shulay ishladilar, допустим. Nima qilardilar? Nima qilardilar? Вы же идете служить за них. Boshqirt bilan Totarga da shu касается. Mana siz boshqirt bilan Totar hozir siz hali javob kelgani yo'q. Это только сейчас ответка была. Ну, так сказать, выкидон ихний, узкий выкидон был. А теперь где ответка с военных? Обычно же они с войны говорили, вот наш флаг топтали, мы служим тут, кровь проливаем, башкортлар, татарлар. А какая ответочка?
А? С армии ответка где? Это еще видео мне прилетело вот на днях, не знаю, когда его мне кинули. В четверг, что ли, я посмотрел последний комментарий от нее. В четверг прилетело это. Бүгін шәмбе. Bu video qachon chiqqan bilmayman. Bu qachon bu hal bo'lgan bilmayman. Shunlardan so'ng mana ularimiz endi до такой степени униженные пошли башқұрт bilan татарлар. Quloqlarimizni shubga tiqdilar, kutga tiqdilar, siyibitdilar. И еще вдобавок надо узбекляр из Азии, получается, на первом месте. Да ладно, вы бы были на первом месте где-нибудь там, победили бы там күрәштә, чемпион болдығыз, европейский, американский чемпионат мира, да, первое место алдығыз. Базара нет, я бы сказал, бы, молодцы. Но сіз қазір первое место Узбекистанна өлім һәм службада. Урыста. Самое главное, урыста служите вы. Мин гарлянырым. Мне было бы стыдно. Я бы из покров в землю провалился бы. От позора, что мин бы пошел бы откуда-то, чертом, допустим, давайте возьмем меня. Мин, если бы Россия келіп, Башқұртстаным қайтмасам, Өзбекстанда яшаған малай болар ем. Өзбекстанда яшап жүрем, шундай малай, шундай зор үстім. Потом армияға мені шақырдылар. Армияда Өзбекстанда болдым, келдім. Потом эшләргә келдім, мәдәкарлыкка, как рабыня Изаура. Келдім, Москваны сібіріп жүрем, шулай подметаю, тугай. Потом, мені армияға шақырдылар. Мен жүгіріп кеттім, оқша берелер. Мен кеттім, мен бит Өзбекстан кішісі. Барып Путинда, соғышында мен Украиналарны өтірге тиішмін. 200 000 рубльге. И күтімні де доңқайтырға тиішлер оларанда, автомат білән. Мына шундай позицияда сіздесіз. Қазір, понимаете, ненде униженный. Чмосыз. Понимаете? Кейін флагқа қойсақ. Жақындағына беден теге еліні. Жақындағына енді, Ирақ түгіл. Салават Юлаевны алып ташладылар. Bu sizге звонок болды. Салават Юлаевны немесінен, пьедесталынан алып ташладылар. Таштан енді. Ремонтқа алып кеттілер, қоядыр. Нәрсеге оны алып кеткенлердір. Шунда шестапты бетінде шпаклевать етіп, шунда прям на месте можно было бы. Кранлар бар, нәрсегіне yoğup етінде. Шуны да сіз көре тұрып, бір нәрсе демедіңіз. Қанша вақыт өтті башқұрт білен татарға. Сколько времени прошло? До такой степени въевшие манкуртларсыз, вот этого я не могу понять, въевшие манкурты. И потом сейчас вот сделали с флагом вот такое дело. А завтра Назаров, который насиловал башқұртны, өзіні яшлегенде, 80-90 жылдары. Мына шундай Назаровлар қазір будут бомбить у вас там, с армией вернуться. И бүтін башқұрт пен татарны бұн қайтаралар, хатын қызларын. Сіз шунда нәрсе ішлейсіз. Шунда да шулай оқ, сізні аббассат еткеннен кейін нәрсе ішлейсіз. Өзіңізге жауап бересіз бі? Мына мен 40 яш. Мен сізге 100 мәрте айтам, мен Өзбекстанда туылғанмын. Менне Өзбекстанда, даже өзбеклер этого перестали придерживаться. Өзбекстанда бір воспитание берділер. Күтінге жауап бер деген воспитание мен алдым. Күтінге жауап берген дегені, геморройың болса да, чтобы твой геморрой не порвался, ушынға жауап беріш керексен. Чтобы кто-то не полез туда с шваброй. А сілер Өзбекстанда ушы нәрсені ұныттығыз. Стали половина из них трансами. Бегаете по Москве. А одна другая часть на войне. А сізде Башқұртстан мен Татарстанда не лучшая ситуация. Башқұртстан мен Татарстанда сіз тілігізні күтігізге тықтығыз. Тілігіз сіздің на заднем проходе вы не можете вякнуть даже. Бір Алсыновкына шықты, ол Алсыновта шықты тығып қойдылар. А Алсыновны жоқлаған кіші жоқ. И, допустим, если бы мен болсам ешін орнында, Габбасов болса, Татарстаннан Айсин болса, Кашапов отырып шықты бетінде, Кашапов отырып шықты. Шулар бола тұрған болсақ, нәрсе бұлар, мына өзіңізге вопрос беріңіз, мына менің дальнейшем максимум распространение осағыз бұл сөздерді, максимум кесіп алыңыз 5-10 минут, максимум распространение. Башқұртстан мен Татарстанда, мына, допустим, сіз яшап жатасыз бетінде, соғышқа бардыңыз, қайттыңыз, мына қызларыңызны сіздің доң қайтара ұрысылар.
Урыслар доңқайтырып, бала тұттырып кетелер. Урыслар бит досконально бит сізні қарамай, сені бит барбы сені шуркаға шағыра. Башқұрт шурка, татар шурка, сіз бит шуркалар. Понимаете? Тегінде Өзбекстан шуркалары бар, а сіз местный шуркалар. Мына шул местный шуркаларны битінде тоже сізні бит нольға қоялар. Флагны таптать етіп, обоссать еткеннен соң. Как можно с вами дальше что-то делать? Сіз уже подчиненныйсіз. Сізні могут түртірге де, могут балада қалдырыға тұттырып. Все вот это могут делать. Удивительный. Шунарға достар, мен білмеймін. Мен бек дұрысын айтсам қойғырам. Қойғыдамын. Мен бұны теге просто так сөйлемеймін бет мен мұны. Мен бет мұны принципиально сөйлеймін, чтобы сіз уянсын деп сөйлеймін бет мен. Просто мұна сөйледім, кеттім, все. Мен сөйлеп қойдым, іш бітті. Yok. Еще раз говорю, күтке жауап беруге керек сөйлегеннен соң. Сөйледің ме? Шунарға әмәл қылыш керек. Татарша гамаль. Гамаль, амаль. Если мы гамаль не делаем, тогда зачем мы вообще родились мусульманами? Вопрос задавайте. Сам себе спрашивайте, зачем ты мусульманин? Зачем ты в этом мусульманском, так сказать, пространстве пытаешься прожить свою жизнь гнилую? Почему? Почему ты должен быть рабом русских? Почему ты в этом рабстве пытаешься что-то, так сказать, доказать неизвестно кому? Что-то, вот что-то даже, не знаю что, хочет доказать и жить таким же рабом дальше. Если у тебя флаг топчет, если ты чмо, башкирт деген, татар деген ғұрурлық жоқ. Я даже не перехожу на другие национальности. Я не перехожу на другие темы. Почему это на Кавказе никто не топчет флаг? На Кавказе пусть попробует топтать флаг. Удивительно, вот прокатит ли это? Почему башкир блин татарда это прокатывает? Потому что вы хапнули. Хапнули в свое время. Молчанием своим. Поэтому у вас вот эта вся истерия вот эта. Просто айтам бит енді мына бүгін ғарландым өзбек болғаным үшін ғарландым. То, что они ради денег, алчность вот эта, узбекская алчность я почувствовал после как сходил на этот ифтар еще. На ифтар из-за каких-то грошей, да? И плюс я в данный момент сам в трудном положении. Люди, работающие, алчные, просто алчные люди. А тут еще вот эта алчность военная. Доказательства битиндомисийские. Загрузил в ТикТоке их, поймал. Просто листал ТикТок. Даже не листал, может даже. Я не знаю, когда заходишь в ТикТок, оно прилетает само. И поймал там, сидят, хихихаха, сборище этих узбеков, таджиков, которые говорят, мы на войне. На шевроны везде, русские шевроны, в руснявой одежде. Журналдан, что вы хотите сказать, что вы хотите доказать, как говорится, своему народу? И самое интересное, это еще добавил я, всем, кто воевал из других стран, короче, в Русне, им они дали добро, их не будут депортировать, не будут выгонять, они будут жить. Чтобы потом на хате у них в Узбекистане не посадили. Рахат дунья был. Таким образом, они легализовали вам убийство, чтобы вы были убийцами. Так как бы приезжай, узбек, да, таджик, кыргыз, Киль, да, тебе паспорт российский, иди воюй. Останешься живой, получишь, как говорится, по полной. Паспорт, там, деньги, туда-сюда. Ну, как-то так. Мен бит сізге айттым, бір туғаным құлайып кетті. Родственник у меня тоже так же пошел. Родственник у меня только из Таджикистана. Вроде бы, как я понял. Нет, он с Узбекистана, кстати. Жена с Таджикистана, а он с Узбекистана. Вроде бы. Пошел на войну, чтобы заработать денег и купить квартиру в Москве. Рахат дунья. Мы тут, получается, собираемся разбомбить Москву, а тут люди, получается, идут покупать, как говорится, умирать, покупать жилье в Москве. Удивительный халендабу.
Удивительный халь. Поэтому вот этот такой мини такой смсик меня аж задевает, да, вот как на башкирском красиво написано, говорит, Давид, ассаламу алейкум, агай, түзімлік бітті, инде. Күнде шундай видеоларны көріп, нервалар етмәйсәк. Понимаете? Қыз бала, яш қыз бала, әйтә, бізге мужикларға әйтә. Бізге мужикларға әйтә. Білмеймін, сіз мужик ма, юк ма, неизвестно еще. Башкортостан для Татарстанда вообще мужик қалды ма екен? Или только те, как говорится, шлепанцы, которые могут только украинцев, руку поднять на украинцев только. Потому что они боятся Хабирова и Путина. После этого вы мужики ли? Задумайтесь. Узбеклерге да касается это. Узбекистаннан келіп, көче шыпырген адам енді автомат қолыға өшейіпті. Рахат дүнияда яшайбыз, а? Да, зачем мне метлу мести? Я же узбек. Я буду автомат и чпокать, как говорится, украинцев, потому что они нацисты. Да. А ты убийца. Ты убийца. И представьте, отмыться нам, Башкортостана, Татарстанга еще придется, а тут еще Узбекистанга. Как вам украинцы будут смотреть на вас? С презрением, я думаю. Узбеки в истории приезжали за Путина убивать украинцев. Я же еще сегодня как раз высказывался об этом, что без мин хар вакыт айтам бит инде, без теге, как вы любите говорить, тюрки, вот мы тюрки, да? Тюрки, бір-бірімізді гошымызды едеген тюркилар. Тюрки мы, вот вы. Я даже вот загрузил один день видосик про Токтамыша. Токтамыш, там Тимур, Хромой, еще там кто-то еще третий был, не помню. Вот, сыр-бор даже происходил там. Вот, понимаете, если все это вместе, почему я это все вместе говорю вам? Потому что вот это все вместе вам звонок, звоночек. Понимаете, это звоночек тому, люди уже рано что-то садятся на сухур, садятся хавать, стучат аж этими своими казанами. И вот, мысль перебилась на всякий от шума этого. Мен айтам, что даже во времена вот этих всяких историй, Амир Тимура, Токтамыша и так далее, мы понимаем, сейчас же мы как бы уже изучаем более правдивую историю, мы же уже как бы до такой степени заинтернетные люди стали такие, в интернете сидим, все начитанные стали такие. И сейчас залетают всякие ролики про всякие истории, которые уже правдивые, можно сказать. Это уже не от узких переписанная история, а уже как бы прямолинейные истории выходить начали. И вот в этих историях мы как бы не можем сказать, что мы не верим. Мы уже верим в эти истории. И вот исходя от этого, шунда даже с Токтамышем происходили какие-то движухи неправильные. Бір-бірінің гөшіні ешкен, бір-бірінің итін ошағандар. Понимаете? Нәрсеге шулайсың. Поэтому сейчас, получается, у вас в мыслях алчность, деньги, просто деньги. Просто алчность и деньги. Больше ничего, вам не нужно. Суть такая, государство Татарстан, сізге ол керек ме? Нәрсеге соң сіз шындайсыз? Нәрсеге мен башқамын, сіз башқасыз, нәрсеге шулай? Почему сізде мораль такая просто примитивная? Теге хайванлардан кебек. Примитивный. Хайванларға берілген теге ут, теге ошарға. Улян оши да оши, улян оши да оши. У него принцип такой. Оши улян, яши. Оши, яши. Сізде де шулай. Барасыз, ақша үшін, улясыз, үтірәсіз, күтігізні берәсіз, и все. Примитивность. Почему у вас нету мысли размышлять? Почему сіз примитивный халатқа түштігіз? Сіздің халатыңыз бик ауыр. Ведь, как говорится, шиза конкретная. Шукран, Ахи, шукран. Шиза. I know, brother. Thank you, brother. I have little problem here. I just taste for respect.
Балар сөйлегенде мен помчу, потому что этот мысль перебивается, они что говорят, мне в ухо залетает аж. Гром так шулай сөйлешалар, и я поэтому этот теряю, этот мысль теряю. Тяжело мне этот, как говорится, размышлять. Еле как сейчас привык намаз читать, намаз в таком шуме читаю. И пытаюсь сконцентрироваться, это нереально просто. Нереально в таком шуме читать намаз. Ну, пытаюсь иногда читать, выхода нет. Шундыхаль. Комментарийлар жазасыз, көрем, рахмат. Буду читать потом, аллахада комментарийларны оқимын, потом почитаю я вам. Чуть-чуть поговорим потом, если время останется, почитаю. Ну, как время, у меня времени полно. Я же не как этот Габбасовый, как и мне эти. Время я себе ставлю. И сам просто имею в виду, уразовав-то. Поздно вышел, не могу этот. Вот, идем дальше. Короче. Ну, эту тему мы, как бы, я не закрываю эту тему. Мы будем об этом еще вспоминать, говорить, наверное. Ну, самая, давайте, интересная тема, если это правда, я не знаю, это с ТикТока вытащил. Обычно в ТикТоке как бы больше лжи не бывает. Афганистан ударил по ядерным объектам в Пакистане. Вот я уж звук не будем включать, просто я вам покажу. В ТикТоке я это увидел сегодня. Получается, что-то происходит во время Рамадана. Вот прикиньте, да, во время Рамадана тут два братские, так можно сказать, да, Афганистан с Пакистаном, почти у них там языки уж далеко, может, и не похожи, но все равно там где-то там урду понимают, где-то там фарси понимают и что-то в этом роде. Все это тема. Да, ну это клоуны. Потом будем читать. И в итоге, получается, в этот момент и происходит вот эта тема. Афганистан с Пакистаном. Что они там не поделили? И потом в новостях, если это правда, говорят о том, что Пакистан, как бы, ну, как я услышал, правда, получается, в этой теме, потому что неблагодарные, получается, или талибаны, афганцы, так сказать, которым в свое время, когда была вот эта перетерка, у меня даже знакомые друзья даже есть, кстати, даже они шииты, вот, и нормальные, и которые дернули, получается, с Афганистана в Пакистан и начали там жить с детства. И себя называют Пакистаном. Мы из Пакистана, пакистанцы. А он себя называет пакистанцем. Ну, я по его фейсу знаю, что он беленький, он не пакистанец, а он примерно и всегда забываю его нацию, примерно вот эта нация, которая узкими глазами чуть-чуть, ну, типа, есть там таджики, узбеки, еще кто-то. Короче, вот один из них, короче, забыл его нацию, ё-моё. Короче, он такой. И вот что я хочу сказать, что и когда были войны такие, все вот эти убийства ненормальные в Афганистане, какая-то часть людей переехала в Пакистан и начали жить. Пакистан их принял. Ради Аллаха, я думаю, принял. Да, я не говорю, что Пакистан хороший, плохой, я не знаю. Афганистан тоже самое. Но они приняли. И вот за это, на этой почве, получается, они-то приняли, нет сказать спасибо, они, получается, перешли все границы, поэтому Пакистан решил, как говорится, дать ответку. И вот пошло-поехало вот эта тема, понимаете? И это и есть та агрессия, мусульманская агрессия перед другими христианами, там, неверующими, атеистами и так далее, что мы во время Рамадана даже можем, оказывается, друг другу чпокнуть по бомбе там, или что-то, убить друг друга и так далее. Bu degani bizni musulmonlarda вообще этот sabırlık degan narsa yo'q ekan o'zi. Aslida sabırlık degan narsa yo'q ekan. И вы после этого хотите что-то там, ну, так сказать, доказать людям, что мы вот будем правильные и так далее, и так далее. Да невозможно. Невозможно, пока эти правители есть. Понимаете, невозможно построить новое государство, пока есть старые гнилые правители. Вот
суть такая, понимаете? Если бы нормальное положение этих чертовых талибов там, или там в Пакистане то же самое, кто из них виноват, мы еще не выяснили конкретно. Ну, от Пакистана мы вот это только услышали. Если эта тема зарисуется новыми красками, мы поймем одну вещь, что вот из этих двух кто-то из них мы уже издалека смотрим, как говорится, наблюдаем, что из этих одного из них нету братства. У них нету системы в голове братства. У них есть только система высокомерия, неподчинения, быть гордым и противостоять всем канонам ислама. И после этого, если талибане, допустим, или там в Пакистане, они будут говорить, что мы мусульмане, это уже табу, точка. Это то же самое, что у нас вот эти ведь все страны из СССР, и все сидят там на своих пьедесталах, там по 20-30 лет, как имам Али Рахмон и так далее, которые гнобят свой народ и так далее. Мы будем понимать только такое действие. Пакистан буламы, Талибан буламы, фарқы yok. Мы поймем, что они из этой же категории людей. Как вот мы говорим же про арабов, допустим, там все эти, как говорится, правители конченые, еврейские. Вот тут то же самое будет. Вот то же самое здесь. Если во время Рамадана они, получается, игнорируют и начинают какие-то военные действия, это уже все рамки переходят. Поэтому это, опять-таки, почему я это говорю, почему это нас должно задевать, это пример тот, что Башкортостан, Татарстан, Казахстан, Дагестан, Чечня, у нас таких терок не будет. Это самые ближние мусульманские страны, иншаллах. В будущем я вам примерно сказал. Вот у нас такого не должно быть вообще. Тухтамышев у нас не должно быть. Еще раз повторяюсь, тухтамышев, всяких мышей не должно быть у нас, понимаете? Кто там прав, кто виноват, но история сама уже раскидала. Поэтому у нас такого не должно быть. Понимаете? Почему? Потому что если мы сейчас, наблюдая это, и не будем брать уроки, то в Башкортостане и Татарстане то же самое произойдет, как и в Афганистане с Пакистаном. То же самое. Вроде бы почти один народ. Там далеко ходить не надо, там почти одинаковые они. Такие же. Те сюда пришли, эти туда пошли. Перемешанная какая-то непонятная масса там. Понимаете? И поэтому как бы здесь нельзя их, так сказать, говорить, что они разные. Это мы не можем. Мы это конкретно не можем. Какие пример тот же, что армяне, получается, с Индии. То же самое. Эти то же самое. Понимаете, эти, получается, Бангладеш, это оторванные, получается, индийские племена, а Пакистан тоже оторванный оттуда же. У всех урду язык. Просто одни, короче, коровники, а другие мусульмане. У одних, короче, папам, дедам в голову пришло, что они, альхамдулилля, стали мусульманами, а эти коровники остались коровниками. Одно и то же, понимаете? Поэтому бізге бұл нық зор пример, чтобы вытащить из всего вот этого бардака в дальнейшем уйгуров. Понимаете? Вот уйгуры сейчас в заточении в Китае. И это для нас это звоночек то же самое. Такой же звоночек. И, идем дальше, пока по моим телеграммам. Тут вот сегодня послушал Габбасова, вытащил он новую тему. Ну, сколько стоит война? Когда я заходил, там у него вроде 450 человек только смотрело, очень мало, никому не интересно. Наше движение, порой я поражаюсь одной темой, что нас вообще только Казахстан не смотрит. Мы кому-то Башкортостан, Татарстан вообще не сдались вообще. Бізді қорған кіші жоқ. Только Казахстан қорай бізді. Демек тіге раста сізге айттым дейді. Казахстан ғана бізді поддерживать дейді. Шонарға сіз, как говорится, должны как-то уятып хотя бы. Башкортостан, Татарстан бізді мына малайларны бала казаклар поддерживать дейді екен. Ну, әзгені уялу болырға тиіш башқұр білен татарда. Ну, до такой степени вы что, обрусели, что ли? Что, мне надо говорить об этом, что ли? Я даже за себя не говорю, мои каналы не... Үзігізні яраткан Габбасов на канале хотя бы қарағыз. Руслан Айсин, начитанный Руслан Айсин, который тоже не муму, не кукареку, короче, тоже. Дәрәжесіне жеткізіп сөйләмей. Татар тілінде сөйләмей, бұл да башқұрт тілінде сөйләмей. Шонарға сіз ойланыңыз, что максимально
Максимально нәрсе болса да, бұларны яман боламы, яхшы боламы, поддержать. Поддержать бізді итмәсәгіз, біз сіз үшін бит көрішеміз. Біз өзіміз үшін түгел бит. Біз өзімізді біз жанымызға нәрсе жетсен енді. Ана бізге баланды берелер. Бір тарелка ашарға ашисың, қазір мына суқыр ясайсың. Бітті. Бір жанға нәрсе керексің. А мына бүтін Башқұртстаннан Татарстанға керек бүтін әйбір. Бір жанға бір тарелка ашарға жете күніне. Керек болса. Можно и каждый день держать уразу. Проблем нету здесь. А мына Башқұртстаннан Татарстаннан мысқылланған халқына нәрсе жетсін. Понимаете, сопоставление народа с одним человеком, это как пена в море, как Аллах Та'алям говорит. Если даже столько грехов будет, я смою, говорит Аллах Та'алям. Ну, шунарга, если мы до такой степени грешные, как пена в море, Аллах Та'алям бізді кешіремін deyapti. Бізге сөз беріпті. Шунардан соң, нәрсеге бір башқұртынан татар өзінің мұсылман дейсе, нәрсеге соң вы не можете стать за нас. Почему вот это мы должны вам диктовать? Почему это должно быть таким странным позывом вам приходить это? Почему так? Аж эти слова сказал, набежали слезы в глаза. Понимаете? Вы просто вздумайте, что сізге мына мен әлі қойдан жаһаннам тишегінен вам об этом пытаюсь донести. Башқұртстан или Татарстанда меня бы в тот же день грохнули бы. Вот так, как говорится, обоссали бы, как флаг ваш. Ваш башкирский флаг обоссали, меня тоже так же обоссали бы там. Растоптали бы и убили бы. На месте там же. ФСБшники. А сізде, получается, так сказать, Башқұртстан или Татарстанда, молчание дает, получается, знаете как, ответку, что они ничего не сделают. У Русларгат шунды звонок бара Москве. Они ничего не сделают. Хабиров вот так держит вас, как лохов. Вас держит он так, что вы ничего не можете вякнуть даже. Сколько можно вот это терпеть, и сколько лет нужно еще пройти, чтобы вы очнулись? Чтобы вы всех положили там на Украине? Он ведь не все вот эти манкурты до такой степени хотят идти воевать. Вы же, получается, и обычные пацанов гробите там, из нормальной семьи. Даже, может, он никогда не отсидел. Даже он не был тюремщиком. Нормальный кишлер да улеп кетті бетінде ана ішінде. Потом на днях загружал, видели, наверное, вчера, что ли, загружал. Вот вспомнил как раз. Трупы. Кидали трупы. Я загрузил, куда-то загрузил, я не знаю. Кидал я куда-то, я не помню. Ну, труповозки меняли недавно. Точнее, обменивались трупами. Не знаю, не могу найти. Обменивались. Курдыгизма сколько обменяли? Минда шок вообще. Аж челюсть свисла. Вот этот видели, нет? В пакетах. Как будто бы мешки. С мукой или сахаром. Прикиньте, да? Онда берелер, мында берелер, беребіз, онда, білмеймін, неше тонна мешокта остатки. Неизвестно кого. Потом шуларны бүтінісін бір жерге шулай аударалар да, бір жерге жұп бітіріп көміп қоялар. Оны ітні білмей онда. Кім, неме, қойдан, кім, онда башқұртына, татарыма, жұп бітіріп, машылы, зур крест қойып қоялар, шында бір ямаға көмелер да енді. Зур бетонированный крест тығып қоялар. И все на этом. Бітті. Бітті өмір. И все. Сіз, получается, под крестом будете похоронены. Рахат. Башқұрт для татар под крестом. Сурия. Рахат дунья, айма. Извиняюсь. Рахат дунья. Что улемда даже счет бітті уже. Счет юқ, неше кеші үлгені. Мен уже счетларына сөйлесім де келмей. Как этот перескочил на другую тему. Вот здесь вспомнил насчет счет. Что он говорил-то, Габбасов? Как раз-таки Габбасов вот здесь говорил цифры, которые сколько стоит война.
Вот он любит по цифрам выходить и постоянно айта бит инде. Аны цифрларына мен ышанмайм, но мында примерно подсчет не людей уже. Я насчет людей, когда считаю, я не верю, а вот именно подсчет денежные, так сказать, суммы, которые кто-то посчитал уже. Ну, имеется в виду европейские, американские страны, которые считают расход войны. И вот как правительство РФ прогнозирует бюджетный дефицит, который будет продолжаться до 2042 года. Его бы не было, если бы не война. В РФ официально готовится к 16 годам нищеты. Кто виноват? Теперь даже заходить не буду, слушать не хочу. Вы слушали, наверное, зайдите сами, послушайте, хоть прокрутка канала у него будет, чтобы больше людей увидели про это. Может, он напишет. Там кратко. Короче, такая-то сумма, допустим, 600 миллиардов, 600 миллион тугель даже, миллиардов вроде бы, и просирается, короче, в день. Как я понял, в день или сколько там, в день, да? И разделите его, говорит, на какие-то школы, на садики и так далее. Представьте, где, сколько можно было построить, где. И сколько, говорит, километров дороги можно, говорит, построить Башкортостан, Татарстан, да, хоть кой-да. Столько бабла уходит туда. А зато башкортнан татар miskin, ауылда іш юк. Әлі қойда үтініп жүрілер қойдадыр Сібір yoqlarında. Зато сізден алынған ақшаларны Мәскеу, Путин алып, әлі қой ішләті соғышқа. Вместе с вами. Ақша да синнен, син да өзіңнен. Конечно, рахат, әйме. Получается, син ақшада бересің, өзіңнің өлімің үшін. И соғышқа барасың. Потом сине әзгенәгені валмешат етелерінде 5 миллион. А так сине дәулетіңнен соғырған 600 мыңны, миллионны, миллиардны, а сине 5 миллион гына қайтаралар. Рахат дүниеда яшайсыз, әйме. Же лахавство. Мен бит 40 яшьлек кенә. Нәрсәгә мин шуны аңладым, а сез 50-60 яшьлекләр утырасыз. Меңгерәү кебек. Нәрсәгә сездә шул нәрсә юк, а? Уйга килмиме я? Шуны сөйлә, нәмәгә син безнең менә кушылмыйсың? Менә шуны даже ишетсәң дальнейшем, нәрсәгә син безнең менән не идешь в ногу? Чего вы ждете? Башкортстан менән Татарстан нәрсә көтеп утырасыз соң? То что мен монандай маразматикларны очраттым, миндә танышларым бар. Казанда, Татарстанда шулай айтишниклар инде. Прям вспомню его лицо, аж тошнит меня от него. Марат зовут, Марат. Меня ул нәрсә әйтте? Сен дураксыңмы диде. Меня просто исемә төшеп китте, я об этом когда-то говорил на своих эфирах. Сен нәрсәләр сөйлисең анда диде. Кит кыланма. Миңа андай нәрсәләрне язма. Миңа язма андай нәрсәләрне. Мен Россия Путин үшін, мен урыслар белән сугышмыйм. Казаннан яза айтишник. Мен мондый дус булмаганы лучше дидем. Понимаете, миңа андай дус кирәге юк. Күч берәгә кирәк миңа андай дус. Понимаете, человек, который живет как был, айтишник же, достатки, он дальше не видит. Это как те узбеки, которые, алчные узбеки, которым, это получается, 37 миллионов там выползли какие-то узбеки сюда, в Роттердам. Ну, человек, наверное, пусть будет 1000 человек. Ну, их группа на 10 тысяч человек. Пусть 10 тысяч человек хотят быть в плюсе, но 37, или там, давайте уж сделаем так, 36,99999 людей узбеков пусть живут в нищете. Но вот эти 10 тысяч, которые приперлись в Роттердам, пусть кайфуют, живут на все катушку. И этот Марат тоже такой же в Казани. Айтишник, Окша бара, Окша шли, а нахрен онарға керегі бар. Татарны мискінлігі, башқұртны мискінлігі, онарға керек ме ол? Понимаете, оларға керек ме? Оларға только өзі генә болсын. Өзің генә болсын. Шулардан соң, как можно вот с этими людьми в дальнейшем строить государство? Мен шуларға айтам, Аллаха берса, иншаллах, мына Рамадан вақытында, ураза вақытында айтам, Алладан сұрайым, мына һәммә публикаға айтам. Иншаллах, Башқұртстан мен Татарстанны біз қолға алсақ, Аллаха берса, біз дұрыс юлдабыз.
Я ни копейка не ошибаюсь. Men durust yo'ldaman men. Chunki men Boshqirdistondan Tataristonimni ozod ko'rasim keladi. Men shuni o'ylab turgan bo'lsam, men shu ozodlik uchun. Zato men nimadir qilib qoldirgan bo'laman. Siz Ukrainada bir narsa qilib qoldirgan bo'lmaysiz. O'zbekistondan kelasizmi, Boshqirdistondan kelasizmi, siz nolsiz. Ноль, как вы родились, вас не звали, и как звать не знали, кто вы были. И так и, как говорится, помрете, и sizga, как говорится, siz вообще, ну, как сказать, bilmagan xalqlar o'lib ketgan раньше. Mana sizda shunday bo'lasiz. Bir ism qolmaydi sizda. Семьягызda, может, да, будут проклинать, что вы на войну пошли, умерли. В дальнейшем, через какое-то время, только когда мы им глаза откроем, они поймут, что вы не на правильной войне были. Когда мы Башкортостан, Татарстан озатлыгын алгандан кейін, шунда гана шу аңгыралар, аңлай башладылар, но вас не будет уже. Может, и меня не будет, но будут те люди, которые идут со мной. Поэтому мына ураза вакытында Алладан гана сұрайм, бізге озатлыкны біздің ғұмырымызда берге алырға насип қылсын. Понимаете, biz hozir ozodlikni oladigan bo'lsak, mana shu yaqin tiralarda, Boshqirdistonda, Tataristonda bizda balkim qaytaraylik uyga. Понимаете, nishik qaytaraylik? Moskvani borib, dun qaytarib qaytaraylik. Balkim o'lmasak, nasib bo'lsa yashaymiz. Bo'lmasa ketamiz. Problema yo'q в этом. Problema в том, что bizning xalq uyanirmikan? Или mana shunday Maratga o'xshagan manqurtlar ishimizda shig'irim to'lib bo'lar ekanlar. Shularni biz перевоспитать etirga to'g'ri kelarmikan, ha? Biz shularni перевоспитывать etirmizmikan? Buzuq fikrli kishilarni. Я же всегда читаю комментарии, я уже устал порой читать комментарии. По ютубам там начинают писать, автору пишут там туда-сюда, я максимально оставляю, кому-то отвечаю, кому-то блокирую, короче, удаляю, потому что, чтобы ну, не пошло вот это под ним лайк. И получается, что вот таким комментаторам, да, ответить хочется, что мы же, как говорится, пытаемся свой, ну, так сказать, свой народ освободить. А люди пишут, что мы, оказывается, какие-то там сепаратисты, сепары, алякимляр. Поймите одну вещь, что руснявые, ваше болото вот там, вам же, как говорится, уже обозначили место. Московское болото это там. И мы, те, которые хотим завоевать Башкортостан и Татарстан, вернуть свою, так сказать, лунку, без вас, это мы не сепаратисты, хоть там, я не знаю, нацисты еще пишут, кто-то там, то есть все, нам вообще пофиг, мягко сказано, понимаете, что вы с такого мнения, потому что вы не можете понять одного, что русня, да ведь, не может, получается, командовать нами. Вы можете командовать только внутри с теми манкуртами, которые там живут и подчиняются вам. Хабирова, Миниханова и нижестоящие. Но мы не те. Мы поняли, кто есть кто, и поэтому мы здесь и пытаемся, как говорится, разбудить свой народ. И вы, диктуя нам в этих комментариях и так далее, вы погоду не сделаете от этого. Вы, наоборот, ущербные сами себе даже. Не нам. Вы ущерб создаете каким образом себе? Тем, что вы не соглашаетесь нашим действиям, не принимаете нас как за человеков, что я башкир, мин татар, а диктуете свою руснявую вот эту сказку, гнилую руснявую сказку, понимаете? То, что они как бы пупы земли, как евреи. Вот евреи себя же в Палестине так ведут. И вы пытаетесь вести себя так же. На Украине сейчас хотите также развести порядок, так сказать. Развели уже говно, а пытаетесь еще собрать сейчас этот весь понос ваш. А после этого вы думаете, что мы должны подчиниться этому. Вот этого я не могу понять. Поэтому, когда неуместные комментарии ваши, вот неинтересны, понимаете?
Надеюсь, всем ответил. Вот таким комментаторам, которые думают, что вот так, если я напишу, меня все послушают и будет так. Не будет так. Мы уже здесь, альхамдулилля. Мы уже здесь, поэтому уже не так. Уже нам вы мозги не сможете промывать. Внутри промывайте, сколько влезет. А мы отсюда будем. Как Аллах Талям говорит. Он же сказал шайтану. Ты тоже работай, и я работаю. Да? Ну, я так уж коротко сказал. Аллах Талям сюзехок. Он сказал, я буду приводить вас в ислам. Пусть шайтан, как говорится, отводит, да? Так что вот так как. Поэтому мы с Аллахом, и поэтому, иншаллах, Аллах Талям на нашей стороне, и мы максимально приведем тех людей, которые освободят, как говорится, наши земли. Вот и все. Поэтому бізді қорқуымыз мында вообще минимальный. Біз қорқамыз, может, білесің нәрседен. Өлімнен түгел. Өлім ол последняя очередь бізде. Өлім ол вообще бірінші очередь, но последняя очередь қорқуда. А мына бізді, что халқыбыз өліп кетуі юққа бушқа, мына шу мені қорқыта көбірәге. Юққа бушқа өліп кетесіз бит қазір в данный момент. Если даже те, которые останутся после Украины и пойдете против нас, вы же умрете просто так. Не ощутив того, что была ли у тебя родина. Была ли у тебя родина истинная, Башкортостан и Татарстан, и за что воевали Салават, Юлаев, башка, этот, ата-бабаларыбыз. Ты, вот задумайтесь, вот каждый башкорт, хам, татар, задумайся. Вот от 18 лет, сен дабит енді уже өзің фикірің бар туда-сюда, шул 18 яштан малайлар мына ойлап қараңыз. 60-80-ге барып жетмесе, яшьләргә бәлкім жетер. Как сөз бар бит енді 60-та да 6 кебек. Диялер бит или 60-та да. Ну, как бы. И 60 лет, как 6 лет, короче. Вот такие безмозговые люди же бывают. Не зря же эта пословица есть. Поэтому как бы, если хоть тебе 60, если ты как 6-летний, ну а что с тебя взять-то? Ты так и будешь вот таким в жизни позицией манкурства занимать. В первую очередь-то, что ты будешь подчиняться путинасосу. Вот это. Поэтому, исходя от этого, давайте закроем эту тему, дальше пойдем. Война, которая стоит там по 600 миллиардов, ну и там еще какие-то цифры он говорил, там, что башкорт для татар, как говорится, овчинки выделки не стоит. Сіз шуплексіз. Шуплек, конкретно шуплек, который Путин была, башкасы была, взял вот из Башкортостана, так, 10 тысяч человек. С Татарстана 10 тысяч человек. Все, вас взяли, бабки ваши уже давно взяли, вас просто взяли, одели в эти сраные одежду, все, поехали вы. Пару дней вы трупы. Все, вы шуплек. Шуплек это мусор по-татарски, по-башкирски. Шуп. Мусор вы. И зачем вообще, я вот этого не могу понять. Вы вообще родились, зачем жили? Как вас можно было бы назвать башкортом, татаром, я не могу понять. Шунарға добавлю еще сюда, к слову уж. Башкортостан, Татарстанда біз кіргеш сразу урыс тілі юғалашақ. Біз кіргеш урыс тілі юғалашақ. Мына шуны миығызға құйып қойығыз, білін. Мынанда засуньте, если миығыз қалған болса, мы бар ма әлі сізде, yok ма? Мы болса, мынанда засуньте, так запечатайте, что урыс тілі юғалашақ сразу. Хоть как, переводчик білін юрисің келген. Переводчик ясыйсыңмы башкорт тіліне татар тіліге, или мына шулай китаплар алып йөрисеңме, нәрсә диде икән бу дип, мына шулай йөрисеңме, укыйсың. Күтең юк, укыйсың. Башкорт тілін, татар тілін өйрәнәсең. Өйрәнәсең. На ломанном будешь говорить, потому что ты же обрусевший. На ломанном своим чертовым акцентом будешь говорить с нами. Но мы окей скажем. Человек учит, пусть учит. Вот как-то так. Поэтому урыс тілі вообще бүтін, не то что магарифта, бүтін жерде юғалашақ. Бүтін издание, миздание урыс тілінде уже шықмайшақ. Мына матбуғат йұрты Уфада бар бет, центральный рынок қырында. Матбуғат йұрты сразу юғалашақ онда. Ну, имеется юғалашақ да яшында. Наоборот, башқұрт тілі болашақ, урыс тілі шықмайшақ онда.
Bir qoidada bir pечатный станоктан урыс алфавитында урыс tili chiqmayashaq. Насчет алфавита я не могу сказать. Нинди алфавит. Само собой biz латын алфавитini o'tirgan можетбыз. Men uni balakay shoqdan o'tdim уже O'zbekistonda, так что проблема yo'q. Как говорится, просто читать неудобно, потому что biz hozir Kirill tilida o'rganganmiz. Читать неудобно, но ничего, научитесь. АБВГД, вот это ABCD, научитесь. Как хотите. Ансада. Поэтому Кирилл tilini Башкортостанда, Татарстанда сразу olib shu yerga. Пусть будет стандартный латынский, зато не русский. Понимаете, не русский, принципиально. Принципиально. Он тоже не наш язык. Но принципиально, надо же какой-то язык все равно. Что-то на чем-то надо писать, печатать и так далее. Вот это будет. А может потом когда-нибудь гении какие-то придумают какие-то другие буквы. Тогда будут башкирские буквы. Татарский алифбе. Как это поет же Зайниддин. Башкирский алифбе будет у вас там. Это уже, как говорится, мы, может, не застанем такой алифбе в дальнейшем. Так, что еще тут закидывал я? Ну, закидывал насчет вот тоже, уж к слову уж скажу, закидывал про Сюембикю, про образ Сюембики. Ну, видели, наверное, видосик. Ну, я закинул, посмотрели, наверное, в ТикТоке, там, в Ютубе. Кто-то закидывал. Просто текст прочитаю вам и дальше пойдем. Сюембики – одна из самых загадочных фигур нашей истории. Ее образ – это не просто легенда, это символ силы, достоинства и эпохи перемен. Она жила во время, когда рушилось государство, когда решения принимались под давлением, когда нужно было сохранять стойкость, несмотря ни на что. История оставила нам имя, но образ мы продолжаем создавать сами. Сегодня мы живем в своем переломном времени, мир меняется быстрее, чем когда-либо. Если раньше историю писали летописцы, то сегодня ее можно создавать с помощью нейросетей. И кто-то нейросеть это создает и пытается свою нейросеть как бы рекламировать еще добавок. Ну, что я хочу сказать. Очень классный ролик такой, 1 минута 14 секунд. Ну, какими-то моментами оно нейросеть же создает, получается, да, ведь как бы там есть плюсы, минусы, он видосикларда. Что я хочу сказать, да? Суть в том, что Будда sizga eslatma, не имеется в виду, sizni миыңызга заливание тому, что Сүйембике Татарстанда, как говорится, принцессасы болган. И ул озакка хатлы күрәшкән. Озакка хатлы. Шул хәзер менә шул Сүйембике сымак хотя бы кешеләр бармы ул? Башкорт белән татарда шундый хотя бы ул хатын кеше. Ә сез мужиклар эчендә, сез ирләр эчендә бармысың шундыйлар? Бакуат, шундый көчле мужиклар бармысың? Урыска каршы чыга торган. Үзенең рухы белән башта. Потом уже үзенең менә шулай көче белән, nimәсе белән, мускуллары белән дигән кебек. Менә шулай. Бармы шундый палванлар? Бармы шундый какие-то батырлар? Вот вопрос. А то йөрисез дә бит әллә кайда үтенеп, чужой теге сугышта, үзебезне якларга бармысың? Возвращаясь на тему, так сказать, начального эфира, который топчет и обоссывает флаг Башкортостана. Мына шунарга ответ бере турган ирләр бармысың? Сез бер әйберне аңларга тиешсез, что даже у кешене табып булмый дигән бит инде ул ролик, дайме. Если шул местоны, если нормально взялись бы, мына как вспоминая любые детективные фильмы, можно это место, через это место найти через любые видеокамеры, откуда пришел человек туда. И таким образом по цепочке найти его, где это он все снимал. Таким образом можно найти этого человека легко. И просто вывести его на разговор. Что он скажет, зачем он это делал. Понимаете, шунарга башкорт белән татарда юк понятия того, что прийти и отомстить. Вы забыли, что такое месть. Понимаете? Sizne mana bir yoqdan men sizga пример приведу. Тегилны я возмутился, когда 4 дагестанца поехали с Дагестана в Казань дать шапалак одному татарину, мусульманину. Понимаете? Это пример такой, тоже вот мусульмане вроде бы. Ну, пример вот неправильный, да? Что вот Дагестан и татары мусульмане.
такую дичь делают. Но пример, к чему я это говорю? Тому, что сіз урысқа даже шунды іш ішлемейсіз. Манда Дагестан татарға наехал. Потому что татар был неправ там. Что-то он ляпнул там против женщин в Дагестане. Ля-ля, как говорится, дичь какую-то нес. А тут, получается, топчат флаг, узкие топчат флаг, бір башқұрт татар yok. Как так? Как так? Потом вы там где-то там на войне или где-то там орете, мы же братья. Какие вы братья? Как вы братья? Как, допустим, представил я себя, допустим, я пошел, топчу, обоссывая, допустим, какой-нибудь флаг, чей-то флаг. Как я могу быть братом, если я обоссываю чей-то флаг? Нет же, я не свой флаг обоссываю. Почему он российский не обоссал? Вот это узкожопый. Почему? Почему он обоссал именно Башкортостанда, Башкорт флагын қойдан электріп тапқанда, шуны топчет и сыт. Понимаете, мында сөз, мында хәр сөзіне нәрсеке бар, сұрау бар, спрос есть. Каждое слово есть спрос. Вот я вот этого не могу. Где ответы? Почему мы это должны задавать здесь, увидев вот такие ролики, это ведь еще они не постыдились снять, еще выложить куда-то. И это еще где-то Габбасов выкопал его. Поэтому, білмеймін, бек деген нәрсеке позорға қалдық. Мы до такой степени в позоре живем, что ирлер yok. Арабызда ирлер біткен шекелік. Ирлер біткен, мен білмеймін. Мені, допустим, кімдір соқса, может, мен келіп та түсірген могу. Понимаете? А сізде бір соққанға келіп түшмей тұрған ирлер бар. Башқұртстанда, Татарстанда. А олар сөйлемей. А мені бір мәрте соққан кіші, мені кімдір соқса, мен келіп түсірген могу, мен сізге сөйлем шуны. Понимаете? Звоночек к вам. Понимаете? Вы должны вот до этого докатиться, да? Что син шунды бақуат, батыр, рухан yok. А безде бар. Как стыдно, да? Вам должно как-то быть стыдно. Это я же сейчас даже своим братьям намекнуть могу, там, родственникам даже, это такую тему сказать могу. Но почему я не говорю? Сейчас здесь вышел этот ребус. Почему я не говорю родственникам? Потому что я понимаю, что им будет проблема. Поэтому я не говорю. Молчу, разговариваю, как говорится, с аудиторией и разговариваю на весь мир. Но родственники не знают об этом. Потому что олар білса, мен білем, начнут меня отговаривать, сөйлеме, көп сөйлеме, аузына яп, туда-сюда, башланамын ашу хал. Мен шуны білгенім үшін, мен шундай өзіме принцип қойдым, что олар қошандыр мені көріп қалсалар, ну көрсінлер. Не больше. Отчет я им не буду давать. Мен ведь всегда говорю, мені үстімде хужа yok, отчет давать. Сіз де шундай болырға тиішсіз. Отчет беру yok. Сен уже все, инәңнің қарыннан түшкенсің. Сен отчет бермеске тиішсің, сен мужик. Сене отчет беруге тиішлер башқалар. Допустим, қатын кішілер. А сен мужиксің. Шундайға Башқұртстанда, Татарстанда мен талап етем, мужиклар мені қырға қушылсындар. Мына Башқұртстанда, Татарстанда қалған мужиклар, сіз бетінде бар, мен ышанам. Біз бетінде сөйлешкендер де бар, башқалар да бар. Мына шулар уянып, бір-біріңізді тартып, бізді жолға қушылырға мен сізге талап етем. Не прошу даже, а, так сказать, принуждаю. Принуждаю, чтобы вы вступили в наш путь. Чүнки теге выражение урыс басты ауылына деген выражение бар бізде. Урыс басты ауылына. Вот урыс басты Башқұртстанда, Татарстанда. Притом нацики. Понимаете? Где вы видели во время СССР, или может я мелкий был, не видел, ходили по Уфе, мы русские, с нами Бог. Где вы такое видели раньше? Это вот сейчас такая фигня происходит. Раньше не было такого. Не было. Я же вам пару видосиков загружал тоже куда-то. Уфа.
канал какой-то исторический. Как там всегда выкапывают какие-то 80-е, 70-е Уфу. Показывают, как была Уфа какой в прошлом. Шунарға, дуслар, туғанлар, мына бір нәрсе кейді сізге. Кинаш деп айталар менде. Совет. Давайте біргелешіп, бірден болып уянық енді. Уянық шу урысларға давайте отворот-поворот дадим. Давайте заткнем их раз и навсегда. Раз и навсегда. Ради нас, ради наших детей, ради наших жен. Давайте уянық, а? Bir мүшібіз жетәбі оларға. Bir мүш мына, біргіне суғуғына жетәбі орыстарға. Bir суқсақ, әйләніп тұрмай олар. Бізге әйләніп те қарамайлар олар, понимаете? Шу тұру бізге керек. Вот этот подъем ваш нужен. Когда вы встанете и скажете, что мы вот все, вот мы готовы, давай, все, брат, мен сенімен согласен, біз барабыз. Жоқ, мына бет менге комментарий жазалар туда-сюда, мына кішілер утра, 19 кіші мына тиктокта утра, рахмат, лайк ставят мына. Қазақстан поддерживает. Башқұртстан, Татарстанда сіз жоқлайсыз, жоқсыз. И это очень огорчающий момент. Очень. Так. Ну, мы надо это будет инда. Загружать не будем уж, но каждого можно увидеть. Аль-Харам деген мәчеттә инде, теге нәрсәкәйдә, Каба кырында, теге Мәдинәдә, Саудиядә нәрсәкәй камералары бик яхшы эшли икән, там мощный, короче, пиксель, который может увидеть даже человека, что он там делает, копошится, не копошится там в своих штанах. Все они могут разглядеть икән. Шундый круговой камера тора икән анда. И сразу, как говорится, отвечает там за, так сказать, за, ну, любые вещи они заранее уже предотвращают. Если кто-то что-то замутить хочет, там сразу куралярикан туда-сюда, короче, вот тут на турецком я уже не стал переводить даже. Мана дөньяның дүрт бер янынан гелен миллионнарча insanın aynı anda ibadet etidi. Bu kutsal mekanda güvenlik en üst seviyede sağlanıyor. Alan genelinde konumlandırımız binlerce yüksek gözünürlü камера. Gözünürlü, о, такое слово пипецовское. Все на у, дебильное слово. Короче, gözünürlüklü. Ну, типа, наверное, közünürlüklü, типа, как этот, всевидящее око, типа, наверное, в переводе. Камера, короче, 7/24, актив olarak izleme yapıyor. Дальше не буду читать, короче, язык сломаешь. Ну вот, видите, латынский язык, короче. Латынский язык, получается, турецкий нормально работает. Все буквы есть, точки, мочки, короче, bütün нәрселер бар. Имеется в виду, зум у него, yüksek зум, капаситесіне сахар камералар. Короче, зум у них мощный, он может приближать и так далее. Ну, я к чему это инда? Во время Рамадана инда тоже решил об этом тоже как бы людям сказать, что типа у вас будет там безопасность. Но я скажу одно, что безопасность будет или не будет, но все от Аллаха, как говорится, какой дурак там будет, неизвестно, что он там будет бабахать там, тоже неизвестно. Поэтому как бы барбар нәрсе десем была инда. Бүтін әйбір бұл камерадан ғана тұрмай инда. Аллах Таалам айтса шул нәрсе была инда. Если вы видели, до этого, помните, я загружал вам один видео, вот к примеру этому, почему там так происходит, да, как один мужик ударил женщину, что-то такое, а потом это против этого охранника или уборщика заступился другой мужик, а потом там полный какой-то кипиш был, избиение, то все, короче, затаскали, что-то там произошло. Поэтому как бы там камера блудан не файда. Если они просто могут подраться на месте. А если даже вот этот охранник или кто там ударил женщину и заступился другой мужик.
Никто даже не хотел заступаться. Один мужик заступился, и его дымбаслядылар башкалар потом толпой. Охранники избили его или что-то такое произошло. Дичь какая-то происходит там. Понимаете? Поэтому и этот, ну, я считаю, что мындай жерлер, где много очень людей, там камера не поможет все равно. Поэтому будьте осторожны, что я хочу сказать. Ну, Аллах Таалям, если бізге насып қылса, шунда барып бізге умра хотя бы қыларға или что-то в этом роде, насып болса барамыз. Насып болмаса, онда игры түгіл, как сегодня, пример тоже уж скажу. Увидел видео, если он не удалился, я не знаю, я уже смотрел, я его загрузил, брат один, дагестанец, из Германии, что человек там говорит о том, что долг есть, говорит, у человека, вот долг есть, допустим, да, а он поехал, говорит, на Рамадан в Мекку, на этот, да, ведь, не на Умру, а просто уже поехал на вот это Ураза байрам нәрсесіне хажға барған енді. Өзінің долгы бар екен. Мына шундайлар хажға барады, я. Это удивительно, да. Ну, этот брат мусульманин дагестанец говорит об этом. Ты, говорит, определись. У тебя долг есть, а ты едешь туда, получается. И он советует, ты хотя бы, говорит, спроси у человека, у кого долг, брат, если могу ли я поехать туда, ну, долг пока я тебе не могу отдать, но я хотел съездить. Если он тебе даст разрешение, то езжай, да. Если не дает разрешение, ты отдай долг, да. Понимаете, он к чему это? Получается, вот такие моменты очень много значит. И он как раз и такую вот тему загрузил. Вот человек говорит об этом. И, ну, ладно, включать не будем. Шундыра халь. Поэтому, исходя от этого, что я хочу сказать этим, что безнен, если это интерпретировать от ислама, безнен долг тоже есть. Башкортостан на Татарстан мескинде яши, в конченном положении в данный момент. Сколько людей дохнет в Башкортостанда, а сіз, получается, так сказать, даете милостину, можно так сказать, урысларға. Понимаете, сіз өзіңізні жаныңыз білән, өзіңізні тәніңіз білән, сіз оларға буйсынулатны, өзіңізні подарить етесіз. И сколько это может продолжаться? Если мы приводим пример тому, что даже если долг есть, ты не можешь поехать даже на Умру или куда-то. А тут, получается, у нас, по идее, долгов нету, но вы своим вот этим движением, поведением отдаете все русским. Русские вам должны. Русские вам должны за все. Но вы до сих пор отдаете им все свое. Как говорится, нәнәләрім айтайы. Их простойсың де. Озақы штаның трусыңды салып бересің де. Их простойсың де. Вот так ругали меня, помню. В детстве. Зачем она так мне говорила? Вот теперь я понимаю, зачем. Вот вы тоже такие. Вы готовы отдать все и сдохнуть, в конце концов. Но Башкортостан мен Татарстанға бір тиынлік бір іш қалдырмайсыз. Бір тиынлік бір қадақ қаққаныңыз бар ма вообще Башкортостан Татарстанға? Понимаете, сіз соғышқа барып, Башкортостан мен Татарстанда образовалась нищета. Это узбекам тоже относится. Шабасыз Рәсәй бойынша Европаға мына келіп жеттігіз. Шабасыз, как этот, стрекоза. Как сорока, как саранча, я не знаю как. Скочите по миру. А спросишь, мына шулай, как мне говорили, қоқса мынақа бір тиын пұл түшмейді дейді. Мына сілерам шынақасылар. Бір тиын ақша түшмейді сізден. Спросишь, вон, на ифтар даже надо платить с кармана. Люди на ифтар даже зовут, оплачивать мне надо. Күтіне тепсе, бір тиын ақша түшмей. А зачем тогда? Зачем ездить вот так, унижаться, если ты своему народу ничего не сделал? Біз болмышмасымыз? Мені паспортым бар. Біз виза білән келгенбіз. Визамыз бар еді біздің. Пипец, вот эти слова из этого группы Чайханы прямо аж у меня в ушах звенит до сих пор. Виза білән келген екен, но болмышмас екен олар. Ну, Европада яшилар.
А 36 99999 людей бомжуют, ну, грубо скажем, в нищете живут в Узбекистане. Но зато он здесь не бомж. Ну да. Как он же, зачем ему быть бомжовать, если он, как говорится, даже на ифтар не оплачивает для всех. Человек зовет на ифтар, а платишь ты из кармана. Позор. Ой. Ну, тут новости еще, переговоры США-Украины, туда-сюда. Ну, так, не знаю, где-то услышал, скажу. Короче, за 800 тысяч рублей, получается, за 10 тысяч баксов, грубо говоря, сейчас на сегодняшний курс, на 10 тысяч баксов, короче, хата в Геленджике этого путинососа купил его какой-то Хинштейн какой-то, друг его, Сечин или кто там его, какой-то черт купил, короче, его хату за 800 тысяч с молотка. Бах! С молотка за 800 тысяч рублей продали в Геленджике особняк, ну как сказать, дворец Путина продали какому-то черту путинскому другу за 800 тысяч рублей. За 10 тысяч баксов. Не смешно ли, это? Представляете, какие покупки, какие продажи происходят? Это как кто-то ХБК, МКБК, это навальнийские работники вроде бы это откопали. Ну, на что десюсь? Вот вы думаете после этого, если они там между собой обмениваются такими маленькими суммами, ну да, что там, особняк в Геленджике, огромный дворец за 800, так сказать, за 8 рублей. За 8 рублей скинули между собой. А что ж, мы же друзья, ну дай на чай, на 800 тысяч рублей, на чай тебе, на Кабаеве, детям пирожки купить. Вот примерно так. А вы, получается, Башкортостаннан, Татарстандан отдаете миллионы, миллиарды Мәскәүгә. А олар бір-біріне 8 сумга гына сатып уйныйлар. Үйләрен, мабылакларын. Понимаете? Вот после этого, что вы хотите в Башкортостане, в Татарстане добиться после такой нищенской, варварской ситуации со стороны Москвы, которая нам дает такую ситуацию, такую ничтожную. Вот как можно вот это? Просто білмеймін, білесің, бір теманы ашасың әйме, жауабын таба алмайсың. Чөнки бір генә білем, что біздің башқұрт белән һәм татар халқы үзене теге личный дөньясына гына жауап бирәләр, и то, если его не посадят где-нибудь, за что-нибудь там. А так за народ вы не можете ответить. За народ вы не можете даже, так сказать, слово сказать, какой там ответить. Трясетесь. Почему раньше были не такие наши прапрадеды? Почему они не были такими? А хазыр шундыйлар. Нәрсәгә хазыр мына 21-нче гасырда шундый ташбашлык белән, мягко сказано. Кого мы воспитали, я не могу понять. Почему вот мне 40 лет, я перевоспитался, а вы не можете? Да, я тоже был, примерно такой же был, как и вы. Но только чуть-чуть мышление у меня было чуть другое. Я знал уже, кто нацисты. А вы до сих пор внутри нацистов не можете понять, кто же тут это сделал, а? Кто же это сделал? В лифте насрали. Кто это сделал? Бородач. Меня аж затронула вот эта тема. Это уж я покажу вам. Ben gerçekten çok sinirliyim. Benim babam 5 ay boyunca yataklarda bağıra bağıra hayatını kaybetti. Это в Ve Турции. bunda otopsi yaptırmadık diye sırf Rahmet Olga ki Başkorstan. otopsiye gerek olmayan bir şey. İlk günden beri konuşma yetisini kaybetti, yürümesini tamamıyla kaybetti, yataklara düştü. Kemikleri kırık bir vaziyette 5 ay bağıra bağıra benim babam can verdi. Duruşmada şahıs cezalandırıldı. Lakin kendisine indirim uygulandı.
Akabinde 2 yılın altına düştü cezası. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi hakkında. Поняли, да? Получается, я просто в шоке. Воспитанной Турции, какие-то шлюпки, так мягко скажем, напали на старика 70 чем-то лет и жене 71 год, ему 70 что-то, я как понял. Почему-то здесь нету, там, откуда я его вытащил, короче, читал я. Короче говоря, и самое интересное, вот этим ушлепкам из-за того, что они малолетки, им дали чуть-чуть для этого, или не дали вообще, я так и не понял, короче. Ну, короче говоря, они в кому ввели этого мужика, этого старика, и жена там в шоковом состоянии, то ли что произошло с ними. Короче говоря, они все контуженные. Вот и думайте после этого, это в Турции. Воспитанные, не знаю, чьим духом в Турции вот такое происходит. Это что за такой невоспитанность, какой-то нацизм против стариков? Вы же как бы приверженцы, так сказать, Турции, вы же с него хотите пример брать. Это вот вам пример это. Это просто наткнулся я в Инстаграме, и это, я, как говорится, не моих рук дело. И после этого Аллам сакласын, біреуіне ғұрып ғадатlarına сыйынырға, сығынырға, білмеймін, как вы хотите понимать, мен түкірдім андай нәрсені. Әрбір өзінің кішіні, өзінің инсафы болырға тиіш. Өзінің инсафы болыш керек. Своя, как говорится, должна быть внутренняя такая стержень, что он сам, как говорится, строит свою республику. Нам не нужно, как говорится, как Кашапов бегать за турками, чтобы турки нам помогли там взять какую-то независимость. Вот эти варвары, как узкожопые говорят нам, варвары. Вот эти вот варвары. Вот с такими хотите построить что-то? Ну да, выродков и у нас хватает. Но я такую, не знаю, если, допустим, человек алкаш, другое дело. Но это вроде трезвые люди делают такое. В автобусе, не побоясь даже огласки, там, камеры, туда-сюда. Поэтому я считаю, что барыбір бізді әзгене болса да ұлыларға нәрседір бар. Понимаете? Башқұртстанда да, Татарстанда, не говоря там Казахстан, Узбекистанда, бізді ұлыларға бар уважение, не говоря, вон, брат Кавказе сидит в Кавказе. У нас такое, как говорится, не приемлется. А в Турции приемлется, значит, получается. Что, получается, Турция, значит, до такой степени стала задницей Европы? Копернула она Европу. Получается так? А мы же не Европа. Мы Азия. Мы где-то оттуда. Мы узкие глаза. Понимаете, мы вот такие мы. У нас воспитание не такое. И поэтому Аллам сокласын, мана шунды халық білән васвасится. Нам не нужны такие, как говорится, родичи, зародиши, или там зародыши, уродицы. Нам не нужны такие люди. Поэтому башқұрт білән татар өзіні культурасын, өзіні, как говорится, милләтін өзі құрашақ. Без чужих соплей. Нам не нужны сопли турков. Пусть они свое сопли вытерут. 400 тысяч армии бестолковые. Если правитель у тебя говно, ты не можешь управлять 400 тысяч армией. Не можешь. С прошлых годов уже 1,5 года уже проходит, с того сентября, 24 года сентября, проходит уже, грубо говоря, в сентябре будет 2 года. Как Эрдоган должен был зайти в Израиль. 2 года, я вам, помните, срок давал? Когда же он зайдет? Не зашел. Когда же он зайдет? Я вспомнил, когда он зайдет. Зайдет, когда Трамп приедет, скажет, там, лям ты, миллиард. Узбеки уже дали, казахи вроде бы должны дать, все дадут, и будете
Ривьера. Газа Ривьера будете строить за деньги ваши, за ваши узбекские деньги, за турецкие деньги будете строить новый Израиль. Без палестинцев. Понимаете как? Лицемерие, да? Пахнет гнилью. Тухлой гнилью, которая описана в Коране, где будут в гиене вот эти шайтаны. И там такая вонь стоит. Вот где-то вот что-то в этом роде. Вот так только можно описывать вот это действие, что происходит в мире вообще. Бардак. Поэтому, туганлар, Аллам соқласын, бізге ғұрып-ғадатlarni бізге Аллах Тағалам шулай берген екен, мына башқұртқа башқұрт нормасын, татарға татар, Кавказға Кавказ нормасын берген бізге, қазақ, өзбектерге азиатский нормаларны берген екен. Шүкір еттік. Мына шул ғұрып-ғадатлары біздің өзімізге былай түгіл былай жетешек. Просто нужно способствовать к этому, чтобы оно прилипло к нам обратно, чтобы отлипнуть от узкого мира и прийти к своим корням. Это не означает, чтобы мы вернулись в каменный век, а это означает просто прийти к человеческому образу жизни. Чем мы до такой степени тупые, чем даже европейцы? Рахамля. Европейцларда, вроде бы, я и говорю, нацики здесь, но не все же. Рахамля, олар, чем мы, мусульмане, была рахамлярак. Маланда мен даже в зинданда утрам, в тюрьмада, и то мен битонда утрам урамда тугель. Альхамдулилля, я же внутри сижу. Не под мостом где-то я жил когда-то, а здесь, в здании живу. И получается, в той же Манкурской, так сказать, Башкортостана, Татарстана и в других странах даже тебя ловят и сдают в Москве. Даже вот в Казахстане происходит дичь какая-то в последнее время. Это ужасно просто. Того поймали засунуть хотят, того поймали отправить хотят. Он 16-летний пацана видел на днях новости. 16-летний какой-то сбежал из Перми. Пермяки вот эти. Пермь, да, Башкортостан, да. Тимур какой-то. 16 лет. Сбежал, не хочет воевать. 16 лет до ума дошло ему. 16 лет, и он понял, бедный Дедомовск, бабушка сына Барыкяна, сам Дедомовецка дошло, что надо бежать. Что его через 2 года заберут. А bizning onqiralarga hali borib жетмей. Ulug' kishilarga. 16 yashi qochib ketgan Qozog'istonga. Его хотят сейчас выдворить в Казахстан опять. Балаган какой-то. Это менять надо, Тукайку надо менять, чтобы вот этой дичи не было. Если кто-то побежал из Башкортостана, с Татарстана, не должны выдавать вообще. Поэтому в данный момент, пока правительство Казахстана не сменено нормальными, как говорится, правителями казахов, туда нельзя ехать. Это категорически. Я вот это давно хотел сказать. Я уже говорил 1000 раз, наверное, об этом. Казахстанга только транзитом езжайте. Не вздумайте там оставаться жить. Прям, я не знаю, чтобы вас там, как невидимка, зашел, вышел. Зашел, вышел, чухнули сразу оттуда. Не вздумайте там оставаться, потому что... Как, почему? Чтобы потом хороший народ Казахстана не оказался для нас как враг. Что типа они не углядели за этим. Чтобы они это не сделали. А так и получится потом. Понимаете? Почему? Потому что Казахстан тоже сам в данный момент, недавно услышал, оказывается, их 27 миллионов. А то кто-то мне напел 20 миллионов. 27 миллионов в Казахстане. 27 миллионов. В Узбекистане 37 миллионов. Всего лишь на 10 отстают. А у нас что? Башкорт на татарны бірге кушсаң, еле как 1 миллион была. Мы самые низкие, получается, показатели имеем. И еще сдохли здесь. Как Габасов говорит, 9 тысяч, 10 тысяч. Нет, нет. Сдохли по 100 тысяч минимум. Вот примерно так интерпретируйте в себе. 100 мыңнан кем түгел үлділер. 100 мыңнан үлділер Башқұртстан білен Татарстанда. 100 мыңнан. Мен гарантия берем мұнарға. 100 мыңнан, не меньше. Ну, было, может, 99 мың. Бір штука, может, ошибаюсь я. Примерно так. Потому что, увидев я в тот день еще копчакларны, копчакларны көрдіңіз бе енді? Коплар, вот это мешки белые. Там это ужас. Это ужас. Да, эти газельки полны до потолка.
и там, и тут, и там, и тут. Эти дают этих, эти дают этих. Короче, меняются трупами. И это только, наверное, в кино можно было бы увидеть такую дичь. Но я в 21 веке вижу даже это. Из-за того, что есть интернет, мы видим это. Для меня это был шок. Мини-эпизодик такой. 26-е, самое такое еще число, 26.02.26. Ну, имеется в виду 26 февраля 2026 год. Недавно, вот, 2 дня назад. Загрузка. Шунарга, туганлар, бик печально. Все это печально. Это не описать. Это дичь, которая происходит у нас вообще в мире. Все это происходит. Лицемерие. Не зря вот этот Куранда Сура, да, мунафикун, вот это мунафикун постоянный, вот этот мунафикун, он не останавливается, он с нами, он живет. И после этого кто-то еще ляпнет, что Коран кто-то переписывал. Башын алып ташларга ул кишини. Самый лучший вариант башын алып ташларга, если он такой ляпнет. Потому что там все описано, то, что оно не стареет. И я больше и больше убеждаюсь, альхамдулилля, мин мусульман манекен. Я больше и больше себе ставлю, как говорится, табу, потому что без шул Кораннан дальше не можем двигаться. Дальше вы налево, направо все равно упираетесь. Не можете. И признайте это. Это признайте. Кстати, насчет, вспомнил, Ислам Дегяш, Ван Дамма увидел. Тоже мимолетно уж закинул, не закинул. ТикТок, может, с ТикТока я увидел. Закинул, наверное, в телегу куда-то. Ну, и сейчас не найдешь. Что-то в последнее время не открывает ТикТок и Инстаграм. Раньше открывали вот такими рисуночками, вот так открывали. Сейчас не открывает. Ван Дам. Наш любимый Ван Дам, который красавчик в свое время был, да, ведь молодой, француз бекендаема, принял ислам как Кусто. Как наш Кусто, тоже французский, наш Дегящин, да, возомнил себя французом. Короче, Ван Дам тоже принял ислам, оказывается. А тут я его часто видел во Франции, на эфире он сидит, в ТикТоке эфир делает он. Я заходил к нему на эфир тоже, сидит, что-то говорит о чем-то. Вообще такой добряк, оказывается. Старенький, конечно, уже. И вот он, Ислам Гакильян. Ислам Гакильян, и в комментариях, альхамдулля, наши братья-мусульмане держат, как говорится, кулачки, пишут, что все нормально, как бы это. И вот, получается, как он принял ислам, начали ему, перестали давать работу, перестали звать сниматься в фильмах. Короче говоря, его контингент, французский там и вообще вот этот крестоносовский контингент, загнобил его. Загнобил. Но поддержка как бы такая в комментариях хорошая. Вот. Мы, сами понимаете, всегда рады, когда человек приходит на истину. Мы же всегда рады, как мы, мусульмане, мы радуемся, даже русские, если даже придут, даже враги, даже евреи, если даже придут, мы не против. Альхамдулилля. И поэтому без нам не жалко это, понимаете, мы должны таким быть. Но когда видишь вот такую дичь, когда Ван Дамма гнобят свои же, вот это удивительный момент. Это то же самое, как представил я, знаете, с кем можно сравнить, как черт Киркоров, получается, что-то там сделал в Питере, если помните, и потом пошел как говорится, исправлять ошибки. Поехал на Донбасс или куда-то там, давал концерты. Вот из той категории, да, если вот они, наверное, сопоставляют, что приход его в ислам вот с таким унижением, я так думаю. Понимаете, вот почему человеку не давать дальше сниматься в фильмах, ну или там, допустим, в Голливуде или где он там снимался. Примерно так. Сори. Но я считаю, что Ван Дам уже в свое время, как говорится, отпахал, бабки уже нарубил. Я думаю, ош калмас инде деп ойлаймын. Если крайняк даже ему будет как-то плохо, во Франции работают любые
социальная помощь. Если я там прожил, альхамдулillah, 2 года, и, как говорится, было круто, насчет социалки у них вообще супер вообще. Здесь даже такого нету, как у них. И поэтому я считаю, что такие вот люди, подобие Ван Дамма, или кто там придет в ислам и что-то произойдет, то государство таких не оставит все равно. Как говорится, он выживет до конца своих дней, будет жить. И главное, чтобы каждый, кто пришел в ислам, главное, когда будет ломки, оно бывает, как говорится, я когда тоже в ислам пришел, были ломки, я не понимал, как это, что это такое. Я шел дальше. Я просто воспринимал это мину Аллах Та'алям сыны. Все, мин санаудаман. Без санаудамас на самом деле. Поэтому до сих пор мин санаудаман. Поэтому я вот эти вот скачу, езжу по всем странам. Так что, поэтому я рад за Ван Дамма, и поэтому в ислам приходите. Приходите в ислам, и это та истина, которая, как говорится, вам дана Аллахом. И вы не пожалеете об этом. И тут, получается, и дальше уж заговорили про ислам, давайте, пока у меня копаемся, а потом по новостям. Загрузил я этого нашего Умар ибн Аль-Хаттаба, и просто текст прочитаю для размышления. Он управлял половиной мира, и одна плачущая семья напомнила ему, что настоящая власть – сострадание. Умар ибн Аль-Хаттаб мог менять судьбы народов, но однажды ночью сам пришел к сиротам, вынес мясо и мешок муки, разжег огонь и готовил, пока дети не уснули сытыми. Когда ему предложили помочь, он ответил: «А ты понесешь мой грех в судный день?» Мораль. Власть – это ответственность перед людьми. Настоящий правитель, прежде всего, управляет собой. На этой странице еще... понятно, реклама. И вот, ну, вы видели, наверное, сейчас тут не загрузит, короче, тяжело будет загружаться. Я ролик это загрузил уже, вы можете посмотреть, если кто не видел. И что я хочу добавить от себя сюда, именно вот под такой ролик. Именно мораль, власть – это ответственность перед людьми. Настоящий правитель, прежде всего, управляет собой. Без үзебізні нәфсіні, так сказать, бір жерге тыға білсек, как говорится, пятой точки, күтіні қыса білсек со своим нафсом, то в наших правительствах не сидели бы такие дармоеды. Понимаете, в виде Хабирова, Миниханова и так далее, Кадырова и всякие вот такие ушлепки. И вот, чтобы этого не было, противостоять им нужны мы, подобие нас люди, которые с головой проснулись и, как говорится, могут сразиться против вот этой нечисти, которую, как не говорили, что там на Украине какая-то нечисть нацистская, как это обычно это всегда говорит, кто-то говорит, Скобеева или кто там из этих нечисть ищет они. Поэтому, Туганар Рахматур, понимать вы должны, что нечисть и вот эта вся дичь именно в правительстве, начиная от Путинасуса, заканчивая там последнего Хабирова, так сказать, да, ведь использованного. Поэтому бізге нәрсе алынарға керек, достар. Бізге понять нужно одну вещь. С каждого вот этого видосика, там, высказывания и так далее, мы должны взять что-то для себя. Башкорт белән татарда очень плачевная ситуация. Вы должны это признать. Признать мы очень плачевном состоянии. Почему? Потому что безнен халак угнетен. Угнетен до такой степени, что мы не можем даже постоять за себя. Понимаете, до такой степени нас зачмырили, что вы не можете очнуться от этого. Я не знаю, как будто бы на вас так харкнули, и вы прилипли в этой харчке в этом, и не можете отлипнуть. Понимаете? Вот в чем прикол. Я вспоминаю, этот еще какой-то мультик был, прилипающий какой-то, летающий этот, какой-то охотники за привидением, что ли, там, вот этот лизун зеленый. Вот как будто вот такие мы. Понимаете? Лизуны какие-то все из охотников за привидениями. Вот таким надо уже переставать быть. Чтобы быть, как там, как всегда я говорю, Тарнагана даже мы не подлежим. Тарнагана даже вот этому Умар ибн Аль-Хаттабу мы даже, я не знаю, Тарнагана не стоим, Тарнага. Понимаете? Но ногтя не стоим егошнего. Мы.
с таким характером и с такими действиями, и с такими мозгами, которые мы сейчас, как говорится, видим, используем в своей голове. Поэтому такие люди нам нужны в правительстве, подобие него. И мы, вот максимально, вот я за себя могу ответить, я максимально хочу вот в таком же флаконе, концепции в такой же, хочу, как говорится, чтобы Башкортостан и Татарстанда была вот такая же идиллия. Идиллия того, что правительство будет досконально за народ. Досконально за народ. Если правительство не будет за народ, нам не нужен такой правитель. Вот и все. Шунарга, еще раз повторяю, Жиен, Курултай, Башкортостан и Татарстанда, Баларгатеш, Курултай. Все, вот как хотите. Татарстан признает это, не признает, но там тоже принудить, если надо будет, чтобы в Татарстане был Курултай. В Башкортостане тоже будет Курултай, и в Татарстане. Никакого президентского мандата не будет. Будет только ставленник, как менеджер, который будет просто исполнять приказы Курултая. И разруливать всей этой системе будет Курултай. А Курултай — это значит люди от народа. Как я всегда и говорил, напомню, здесь тоже люди от всех регионов Башкортостана и Татарстана, с каждого региона по одному человеку выбирает народ. Допустим, вот захотел он поставить в этом году Габбасова, допустим, и он будет Габбасов, откуда он, да? Кстати, и самое интересное, да, я недавно где-то опять услышал, Габбасов из этих, забыл свой, РУ. Габбасов РУ, короче, он РУ миним да РУ шулай екен. Он оттом РУ, ё-моё. Прикиньте, вот, бывает такое, блин, у меня с памятью не так уж. Короче, вот, Габбас РУ Салаватского района, а миним ненелерим Стерлебаш явындан. РУ бізбір. Прикиньте, интересно, да? Я не могу вспомнить свой РУ, записать надо куда-то. И вот, получается, вот с этого РУ, допустим, да, допустим, Габбасова, выбираем Габбасова. И вот этот Габбасов сидит в Курултае. Он никакой президент не будет, он в Курултае будет сидеть. Понимаете? С другого района, допустим, с какого-то района, допустим, кто-то, он будет оттуда. Уфа районынан, Уфа кішісі была. Огедельдан, Огедель кішісі была. Там дальше Перем и так далее, все земли, которые мы заберем, там то же самое будет. С каждого региона в Курултае будет сидеть. Допустим, будет как штаты, допустим, сколько там, 51-й штат Аляска, да, 51-й или 50-й штат Аляска. Допустим, будет у нас 50 штатов в Башкортостане. И из 50 штатов, получается, 50, значит, человек должны сидеть в Курултае. Будет 100 штатов у нас, значит, 100 людей будет сидеть в Курултае. И каждый какой-то период, там, год или 3 года один раз, будут они меняться. Вот и все. И их каждый вот этого курултайщика будет выбирать народ. Габбасов тоже вечно не будет там сидеть. Он, как говорится, посидел года 2-3, допустим, какой-то от звонка до звонка. Все, меняемся, ставится другой. И все, и все тихо уходят на отбой. Занимаются другими делами там. Работают пусть где-нибудь в другом месте. Вот как-то Шулай Балагатейш, понимаете? А не так, что Барсу Утарда и вон Имам Али Рахман утазил утра уже. Как утазил? Утузалты, Туксаныш елдан берле ол хайван утра. Утузалты. Имя таджикларна, мын, катар беттебетинде уже. Жизнь не дают таджикам. Где-то тоже слышал, там тоже какой-то кипиш происходит с этим Имам Али Рахманом. Жестко гнобит таджиков, жестко. Долбит таджиков, сажает всех, и тюрьмы там не проверялись уже ни ООНом, ни кем. Он не пускает в тюрьмы никого, этих проверяющих как бы за, так сказать, вшивости тюрьм. Никого не пускает, короче, там ужасно. В тюрьмах кормежка и так далее, бьют, издеваются, дичь как полная.
Так, идем дальше. Будни рабочих. Ну, вот этот тоже я загружал. В Санкт-Петербурге силовики без каких-либо объяснений разбросали ногами коробки с едой трудовых мигрантов. На кадрах видно, как полицейские подходят к сидящим на улице строителям, пинают и опрокидывают коробки с их едой. Журналистам радио ЗОДИ рабочие рассказали, что многие из тех, кто работает на стройплощадке как вам? Лавтоцентра, а их несколько тысяч, граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. По словам строителей, все они находятся в России легально и имеют разрешение на работу. Полицейские пришли к строителям во время обеденного перерыва. Вот, коротко. Ну, это вот это в настоящее время Азия. Бұл қырғыз хатын ма, қазақ ма? Ну, наверное, қырғыз, наверное, сөйлеген. Ну вот, думайте после этого. Петербург опять. Ваш любимый Питер. Опять стройка. И мында хочется отметить именно, знаете что? У Тызышкиша Рахмат утро ТикТокта 2 человека в Ютубе. Что-то с Ютубом у меня происходит, опять людей нету. Наверное, то ли давно не выхожу, поэтому... Что я хочу сказать? Мында, то, что они раскидали еду, хлеб, все это выкинули, да, ведь уважение это мощное, да, ведь узбекам. И кыргызам, и таджикам там явно все были. Как говорится, куча, там не только одна нация, там все есть. Мына шу айберлерни сиз бит энди көрүп турасыз, эми. И самое обидное здесь вот эти вот мескенлер, вот этот вот из узбекского народа, из другого народа, скажем, да, самые те, так сказать, можно сказать, низкое, так сказать, человеческое пространство людей, которые просто вот на стройке, как дворники, вот самые те бедные мискинлер, біздің халқымыздың мискинлері мына шу ахуалдалар. Енді вопрос мына теге байларға, которые сегодня тоже одну речь толкнул, короче, в Телеграме. Бизнес, там, все хотят денег каких-то. Вот прикиньте, вопрос был такой, ну, к этому не относится, но примерно. 99% на земле бедных, 1% только богатых. Возьмем так, пример такой. И вот здесь то же самое. 1% богатых приезжих, узбек, балама, кыргыз, таджик, они, богатые, да ведь, живут как хотят. А вот они почему-то из твоей же нации должны вот так маскаланарга. Они должны унижаться вот так. Но ты, будучи узбеком, кыргызом, таджиком, можешь вот так пинать двери, ходить, кайфовать, короче. Кайфовать хочу. Вот кайфуете. Кайфайки вы конкретные. Я это к чему я это говорю? Я уже увидел это. Кайфариков таких. Вот здесь вот, в Роттердаме, далеко бегать не надо. Все при бабках, крутые, но кутына типса бертин пуль тушмида. А здесь зато мой народ, так сказать, наш народ из 3 наций, униженный. Униженный. Вы же из свободной страны. Почему вы привели себя к этому? Почему опустились вы до этого? Почему тот 1% богатых, буду подкалывать всегда, роттердамские мужики, почему же вы не проглядели, не огляделись вот здесь? Вы же не бомжи, сказали мне. Я бомж. Вы не бомжи. Почему же вы, вот эти роттердамские, не можете обеспечить питерских своих мескинов работой, какой-то правильной жизнью и так далее? А? Почему же ваших денег не хватает, чтобы им обеспечить жизнь хорошую? Почему? Вопрос будет открытым, пишите комментарии и так далее. Будем искать ответ на него. Почему народ оголтелый какой-то весь такой стал вообще? Пофигистический, мягко скажем. Сугинмастан. Нәрсе, нема болды сілерге?
Зачем так вот? Почему какая-то часть, да какая часть, блин, 99% часть людей должны быть в нищебродстве, а вы, получается, да, получается, должны кайфариком заниматься. Кайфовать хотите, а бұлар что? Кеше түгел міне. А суғышқа бір қоя барғанда, сіз отырасыз, күтігізні қысып, а бұлар барашақ суғышқа да. Но вы не помогаете. Понимаете смысл? Қойда мында, как говорится, справедливость. Адолат, или как там говорят. Хана Буирда вот это. Где ваши вот это петушиные, так сказать, разговоры? Потому что вас по-другому нельзя назвать, блин. Вы как бы kötülerге жауап берген адам эмассыздар. Kötülerге жауап берген адамдар bunday qilmaydi. Nimaga ungacha ana видео, я же подряд все, видосики загружаются конкретно то, что нужно по теме. Всегда у меня. Вот Ибн Хаттаба, почему я закидывал? Прям затронуло меня это. Правитель Умар ибн Хаттаб сварил бедным еду. Хадис. Не вранье, автор, я думаю, не придумал такую. Да это не придумаешь. Кто-нибудь из вас против Аллаха что-нибудь может придумать? Ничего. Поэтому вот это вот и есть вам как раз-таки такой пример. Башкирия, Татаргада тоже самое относится это. Но вот именно сейчас, в данный момент, пока вы россияне, вы вне зоны этого. Ну, вы унижаетесь по-другому. А эти унижаются, приехав унижаются, потому что в их государстве, в Узбекистане особенно, потому что вас много, вас постоянно я буду дергать. Потому что сілер, алиге, мақсатилерге етаман деп, готовы, я не знаю, на Луну поехать, но когда вам помочь надо друг другу, ни одного нету. Ни одного. Көт беріш үшін бірінші орында тұрасылар, чтобы жопу дать. На первом уровне вы будете стоять, в первых рядах будете стоять, но когда помочь какому-то мискину, вы ни одного не найдете. За все время я вам что сказал, вот здесь, вот себя наблюдая, мне кто помог? За все время мне узбеки не помогли. Позор. А их тут херово туча. Мне помогли татары, Дагестан, башкиры, чеченцы, очень много. Их тоже туча тут, чеченцев. Но у них нет высокомерия. Помогли ведь? Рахмат. Помогли ведь? Казах помог в Брюсселе. Человек, который говорит, я за Путина, приехал и говорит, брат, тут не живи. В аэропорту меня встретил. Говорит, тут не живи. Привез денег, еды купил, накормил, денег дал. Говорит, езжай, сдавайся. Я вот сюда приехал. А где узбеки? Узбеки там. На ифтар я плачу за деньги. К узбекам в гости поехал, за деньги платил. Вот такие вы стали. 37 миллионов. Я не знаю, кто вас воспитал. 37 миллионов. Потом еще ролик увидел. Узбеки, которые на публику любят они играть, заметил. Знаменитый какой-то один чувак, который всегда там крошит, тут крошит, то ли узбек, то ли таджик, он непонятно, с Узбекистана иногда. Готовит в интернете, везде он готовит еду, с женой готовит иногда, с отцом, а тут, оказывается, он где-то в Саудии, в пустыне приготовили еду. Если вы видели, где-то я увидел его, видео, 4, там 6 на машинах подъехали и готовили плов, там самсу делали, наказание все, покушали, короче, и вторани делали. Все такие красивые, в наряде, сарафанчики, так сказать, арабские мужики. 4 там блогера, так сказать.
Те люди, которые из 37 миллионов людей, вот такие выкрутасы. Понимаете? Как так? Как так получается? Получается, вы, получается, должны жить, кайфовать, а те другие не должны кайфовать, да, получается? Почему-то Умар ибн Аль-Хаттаб помогал даже мискинам, а вы не можете. Вы 37 миллионов. Прикиньте, каждый даже по 1 евро, если закинет кому-нибудь на помощь, весь Узбекистан можно озолотить. Но вы не хотите этого делать. Башкирт билан татарда енді понятно, пока у нас нету своего независимости. Но это тоже вам касается. Башкирт билан татарға. Вы там, как говорится, Россияны құллар болып наворовали уже. Достаточно. В Узбекистане это понятно, ворует Мирзияев, вам не дает воровать. Вам приходится за границей, как говорится, этим заниматься. А Башкортостан и Татарстан заниматься вам нужно внутри. И вы этим занимаетесь. Воровством и так далее, и так далее. Но и даже сізді күтігізге типсаң, бір тиын түшмей. Вот какой дуньода біз яшибіз, понимаете? И это, понимаете, вы, наверное, подумаете в конце эфира, какой-то он жалостный, жалуется, ругает, что-то. Нет. Я люблю разоблачать людей. Разоблачать я люблю. Я люблю вот это лицемерие ваше, покрытое всякими такими красивыми методами, красивым, так сказать, бархатом. Вот это я люблю. Күтігізні ашырға. Күт тишілген шұқырға яратам мен, білесіз ме? Вот хочется, понимаете? Только онда уже бармақ қана жетмей, лопатка білан шұқырға керек. Зор тігі, лопатка білан сарайға юрейбіз біз, лопатка білан бұқташлы екбе тігі, навоз кидали лопаткой огромной. Шумды білан шұқырға керек. Потому что уже столько говна от вас. Везде, что уже невозможно уже пальцем туда лезть. Надо обсуждать это годами, сутками, нафиг. Туқтатмайша. Сөйлерге керек, сізді міне сөйлешерге керек. Кішілер даже күлі. Ну, шыннапты, да? Шыннапты. Ну, сіз ғарланмайсыз ма? Это вот вам не стыдно? А? Меня даже стыдно за такие действия. Где-нибудь услышишь, насрал узбек. Мне аж противно становится. Понимаете? Даже вот это унижение, то, что их хлебом унизили, даже это лучше, чем то, что вы там не творите, а творите какие-то дурацкие вещи. Вот это, что их пинают хлебом, и то они мискинлер. Молодцы. Ну, те, которые возомнили себя, как говорится, зарабатываете деньги и так далее, ну, если сізді игілік юк, игіліксізсіз, сіз бит только үзігіз үшін гіне, ғойлағыз, только семья, ойла, а yoningdagilar chi? Yoningdagi mahallang qambag'al. Seni uying dang'illama, a boshqalarning uyi yo'q. Qani bir-biringga yordam berish? Иногда я вижу, ikkita uchta rolik ko'rib qolaman, mana bunalarga yordam berdik, bularga yordam berdik, какой-то блогерлар снимают, тоже на публику, наверное. Hali tagiga yetganim yo'q uni. Rostmi, yolg'onmi, yordam berdimmi, bermadimmi, Xudo bilsin. Но суть не в этом. Суть то, что ты там один раз помог, это не избавляет от проблемы. Человек не может где-то заработать на пропитание в дальнейшем. Как у нас вон, в Башкортостане, пример приведу, как начинается, Осман района, группа Субарбитинаминда, начинает по копейке собирать, на дроны собираем, на мангалы, на чунгалы там собираем. Эбилерден окша жиберилер ауылда. Шул матурма, шул айбатмы, шул чыройликмы, шул go'zalmi? O'zbekistonda urush yo'q. Hamma kirayotgan pullar bir qanaqadir rivojlanish uchun biznesga надо толкать это. Но вы не можете. Чунки Мирзияев не дает вам это делать.
Вы-то рот разинули, смотрите, супер. Ничего супера нету. Ничего супера нету. Супер это когда 37 миллионов дома сидят и дома работают. Вот это супер. Как саранча, не бегать по странам везде. Не быть, как говорится, посмешищем для всех народов. Понимаете? Когда я вас Европаga kelinglar, Rossiyaga bormanglar deb 3 yildan beri maslahat berib chaqiryapman. Но не в том плане же я вас звал. Kelib bu yerda marazga aylangani. Siz marazchiliginglarni to'xtatinglar endi. Вот за все время, вот давайте на всю аудиторию уж скажу, стыдно bo'lsa ham gapiraman. Я здесь 4 месяца, еще ни один узбек меня на работу не взял. А их тут херово туча. Mana tepsang, любой bitasini tepsang o'zbek bo'ladi. Их так заполонило здесь, в этой стране, в других странах не найдешь. Как снег зимой, здесь их. Но за все время ни один меня на работу не взял. И у всех отмазки какие-то. Бумаги нет у тебя, то все. А все по черному работают. Как будто у них есть бумаги. Понимаете? Bu alamimdan gapirmayapman. Или какой-то прикол bilan gapirmayapman men. Еще раз я говорю. Я же говорю, куть тишегин шукурга yoratan bilan. Я вам, как говорится, ваши глаза, которые на лоб полезли, хочу опустить вот сюда, вот на этом периметре, чтобы вы начали смотреть на людей. Не оборзели, а вы оборзели уже. Помните, я вам один пример приводил с Норвегии? Мне это рассказывал бухарский один узбек, напомню, туркмен, Азамат. Анджонда, именно как раз таки он пример привел из какой-то там середины Норвегии, не помню, короче, посередине Норвегии, уже города не помню, середине Норвегии, он там живет. Короче говоря, жил. И поехал он, короче, в Узбекистан. Я этот пример вам 1000 раз говорил. Ну уж, кстати, скажу. В Узбекистан поехал, и его кто-то увидел там, что он у соседа мадикер. Мадикерчилик qilyapti. Что-то делает у соседа. Ремонт. Какой-то хашарга borgan edi. Хашарга borgan. Бетон заливает, что-то работает, короче. Из Норвегии. Ему кто-то звонит или из Норвегии, или что, ну, этот рассказывает мне этот Азамат. Этот разговор. Ну, он тоже, наверное, его знает, короче, ну, вот так вот. И, короче говоря, почему, что, и смеется тот. Он говорит, ака, қандай осы, типа бардыңыз, да, работать туда-сюда, что за фигня, короче, ты что, делай, деньги хочешь? Нет, он сказал, просто киберімі өлтіреппан, он сказал. Я, говорит, убиваю свой кибер. Я убиваю, говорит, свое высокомерие, которое я набрал, говорит, в Норвегии, быть может. И я решил его сломать, работая у соседа на 1-2 дня на вот этом хашаре. На хашаре. Ну, имеется в виду, подработка. Понимаете, какой ответ он ему сказал? Вот этот мужик андижанский, говорит, твой земляк, говорит, мне он говорит, а тот бухарский, и рассказывает такой пример. Понимаете смысл? Смысл в том, что без особенными заметил именно узбеклерда зазнай, как это правильно сказать, зазнайство есть, новое слово, зазнайство, зазнайка, как говорят, зазнались, ё-моё, зазнались, вы сразу зазнаетесь. Все, men Amerikaga bordim, все, odam tanimayman. Ko'tvatchaga aylanaman. Men ko't bo'laman. Odam tanimayman. Понимаете, вот такой вы становитесь. Почему? В чем проблема? Из той же дырки вылезли. Я тоже с такой дырки, и ты. Где твой плюс-минусing? А sen ham odamsan, men ham odamman. А nimaga shunaqa chumusan? А? Nimaga shunaqasan? Весь Роттердам такой. Ko'timga javob beraman.
Найдите, пусть найдется с Роттердама тот, который меня за 4 месяца не позвал, найдется вот сейчас. Найдется вот. Найдется. Кто-то, мультик же был, поет же. Найдется, придет, тучка-мучка. Какая-то песенка была же. Спасет нас. Вот прям это, да, петь надо, наверное. Вот, прикиньте, да? Вот поэтому как бы человеки, они бывают рахамлы. А біздің халықта рахымсыздық образовалось. Рахымлы халық тамамланған, біткен, юғалған, білмеймін. И шонардан соң сізні бір категорияңызны, 1%-іңізні будут уважать, а 99 будут чмырить. И это касается башкортов и татаргада. В данный момент мы 1% из башкортов и татар, как говорится, если я башкорт и татар, тот, который вам пытается глаза открыть, чтобы вы не были с теми 99% чмошниками. А узбеклерда чуть-чуть стратегия другая. Узбеклерда 1% зазнавшихся богачей, а 99% в независимом Узбекистане бомжей. И я слова свои назад не возьму. Как я вот говорю конкретно, так я живу этим. Я этим живу, что я это понял. 40 яшама жетіп, мен шуны аңладым. Я же вам говорил, я не первый раз здесь в Европе. 10 ел болды, 11 ел мына, бұл 11-ші ел. 2015-те келгенмін мен Норвегияға. Я кого только не увидел. И тогда вот это даже этот Азамат, с кем я вам говорю, он тоже такой же был. На работу меня не брал. Узбек, например, туркмен. На работу меня не позвал ни разу. Сказал, у тебя нет документов, я не могу взять. А его брат Ганишер взял другого человека. И это мне сказал другой узбек. Понимаете, вот жизнь. И ничего не изменилось в Европе. И 2015'тан берлі такие маразматики были и остались до сих пор. Приезжают, моя хата с краю, я узбек, но я тебе работу не дам, я жмот, потому что. Да, я чмо болотное. Из дыры какой-то вылез, блин, в Узбекистане. Я тут зазнался. Понимаете, вот это меня убивает в людях. Хорошо еще здесь башкорт-татар юг. Я бы, конечно, им тоже вправил бы мозги, но их нету здесь. Чуть-чуть их есть. В Париже встретил, путинососы все. С них ничего не возьмешь. Ну, узбеков же мы не можем путинососом сказать. Даже тот казах, который путиносос, можно сказать. Брат, который мне приехал, помог. Понимаете? Он же не сказал, там во время ифтара придешь и заплатишь за ифтар. Он мне не сказал, этот казах. Он сказал, ты в очень плачевном состоянии, брат. Тебе надо ехать отсюда. И он с Антверпена приехал в Брюссель, не пожалел бензин, не пожалел промежуток времени своей жизни. Приехал с Антверпена в брюссельский аэропорт ко мне. Человек, который просто списался у меня с Фейсбуке. Просто он кликнул на мое объявление, ищу работу, и что-то в этом роде. И все. Человек просто. И он видит же в Фейсбуке, за что я топлю. Он знает, мы поговорили, то все. Он говорит, за Путина. Понимаете? Он говорит, за Путина, брат, говорит. А ты, говорит, на той стороне, а я на этой. Ну, ничего страшного. Приехал, бабки оставил, жрачку купил. И все. И уехал. Салям, вассалям. Понимаете? Вот это и есть за свою жопу отвечать. Человек понял, что я с Узбекистана, с Башкортостана, и он же не сказал, я же казах, я тебе не должен. Он же не сказал этого. А почему на ифтаре я среди узбеков посидел, думаю, я не ожидал в конце, что я буду оплачивать. Мне не жалко, если я работал бы. И сейчас не жалко. Көз башымнан садақа болсын. Аллах берді, Аллах забрал. Не в этом дело. Просто это для меня звоночек опять, что мой народ узбекский деградирует в противоположную сторону. Не в мое воспитание, которое я взял в Узбекистане, не мое воспитание это.
А люди вроде пару лет только младше меня. А в конце говно. Понимаете смысл? Обидно, блядь. Ой. Поэтому люди очень тяжело после такого деградационного момента. Короче, будильник пикает. Дуслар, на этой теме, наверное, будем заканчивать. Чуть-чуть посмотрю. Алейкум ассалам. Чуть-чуть посмотрю комментарии. Было очень много в этом, если не удалили. В ТикТоке почитаю комментарии и закругляемся. И вот здесь в Ютубе чуть есть. Давайте поговорим. Христос воскрес. Брат, почему ты плачешь? Алло, ты на каком языке говоришь? Что пытаешься донести? Так, ассаламу алейкум. Хорошо ли вы отдохнули? Альхамдулилля. Мы, тюркские народы, легко понимаем друг друга. Нам не нужен проводник. Рустульдаги апармайн. Нация, хорошо знающая свой язык, не будет продана врагу. Говорит, так, комментарий удален. Гастроли. Красивый мужчина. Узбекистан, салам. Рахмат. Россия начала войну против турецкого народа. Турецкие солдаты погибли в этом сражении. Понятно. Короче, идем вот здесь теперь вот это почитаем. Здесь что-то писали. ТикТок. Ну, чтоб не обиделись. Так, ТикТок мне мукайман. И самое интересное, знаете, здесь в чем прикол? Вот, ну как сравнить, да, вот как-то правильно сравнить даже бunda kerak bitinda. Bu so'zlarimni nimaga men gapiryapman? Там не вызвать какое-то там отвращение от узбеков или там башкортов или татар. Нет, не из-за этого. А я говорю ту правду, в которой мы живем. Вот мы живем в этой правде. И это нельзя скрывать. Вот это движение каких-то неправильных людей нельзя скрывать. Почему? Потому что если мы скрываем эти неправильные действия, получается, мы сами лицемерим себе. Мы становимся лицемерами, и в итоге получается, ну, как мы нас, точнее, да, топтали, так и будут топтать. Сори. Как-то так. Не знаю, какой-то холод здесь. Бетон везде. На всякие. И вот поэтому я и говорю о том, что вот эта вот ситуация такая, вот эта ситуация, вот самая суть для чего? Исправлять. Нам нужно исправлять эту ситуацию, понимаете? Мы же не деградирующая нация до такой степени, что, ну да, мы чуть-чуть не туда пошли, туда зелено, шуны туктатырга керек. Шуны туктатырга керек. Дальше ведь біздің балаларымыз бір-біріміз гушіні еді кеген. Понимаете? Мы же друг друга сожрем в дальнейшем. Башкорт татарна сожрет. Или татар башкортна сожрет. Скажет, ой, я такой. Вот, понимаете, тут. Потом там война внизу будет. Как сейчас, вот я до этого говорил, афганцы с пакистанцем. Вот к чему. Вот это и есть глобальная деградация. Когда третий шайтан придет, скажет, да воюйте. А я посмотрю. А он сидит, хлопает ладошки. И воюйте. Поэтому, если мы это все будем проглатывать, то, что я увидел, то, что я почувствовал на себе, если мы будем молчать, это проглатывать, чтобы не опозорить свою нацию, то мы глубоко ошибемся. Почему? Потому что мы должны воспитывать правильное общество. Правильное общество – это пример того же, так сказать, не списывание, там, допустим, ты приехал в Европу и стал европейцем. Ты же как бы, каждая жена, муж, за себя платит, как говорили всегда в Германии. Там заходит жена, жена себе платит, муж себе платит. И такой идиотизм у нас не приветствуется. И, как говорится, не надо, как говорится, нашему народу деградироваться в другую среду сразу. Там, допустим, приехал в голубую страну, стал геем сразу. Или лесбиянкой. Что за нафиг? Понимаете, поэтому нам сделать нужно, как говорится, остановку, передохнуть на этом пути и подумать, что мы творим вообще. На кого вы хотите быть похожи? На вот этих мутантов, которые сами себя, как говорится, привели к какому-то тупизму? Я не таких людей. Я старой закалки человек, который, как говорится, увидел прошлое наше
и настоящее. Поэтому, как говорится, я не могу свое прошлое предать на настоящее. Настоящее, оно должно быть с прошлым совмещенно. Совмещено с прошлым нашими, в конце до концов, мусульманскими, своими принципами какими-то, традициями, можно сказать, менталитетом, в конце до концов. Мы не можем становиться сразу там, упс, чуть не руганулся, короче, этими, допустим, евреями. Мы не можем, как Моргенштерн, шайтан, сказал, я еврей, везде ходит, я еврей. Тут набил, короче, всякие аждахянские, адские номерочки, шестерочки, семерочки, как говорится. Поэтому мы не можем так переобуваться. Потому что biz, birinchidan, o'zimizni millatni saqlab qolishga intilgan xalqmiz. O'zimizni millatni saqlarga kerak. Bizga urf odatlarimiz o'zimizniki былай жеташак. Biz kerak bo'lsa boshqalarni o'rgatamiz. Bizda культура больше, чем у них, понимаете? У нас культура на высшем уровне. Просто мы не придерживаемся, мы хотим развратной культуры. Забрать у чужих. Присвоить чужое мы хотим. А свое не хотим распространять. Мы в тупизме, в полной тупизне остаемся, получается. Мы, получается, можем копирнуть все, а свое не отдать. Зачем? Алга Башкортостан. Рахмат. Татарша сөйлей берсе түсінеміз. Рахмат. Ақсақ темір ақымақ болған сондай ақымақтық жасайтын басшыларынан артынан ермеу керек. Башқұрт алға, башқұртлар алға. Вот шуны айтам бит енді. Бізге шунарға мына Тимур хата қылғанмы, Тоқтамыш хата қылғанмы, кім хата қылғанын бізге нужно проследить. Весь начальный путь и до конца шул тарихны бізге үйреніп шығырға керек, достар. Бізге шуны біліп тұрып, кейін шул қылған хатаны яна шул граблиға басмасқа керек, понимаете? Бізде шул происходит бит енді. Получается, қазір бізде Тимурландан, Чингисхандан соң и так далее, бізде қазір путинский шайтан сидит. Получается, біз өзімізді традицияларына, өзімізді милләтіне предать қылып тұрып, башқаны құлы болып қалдық. Это как непостижимо. Олар бізге қарашылы болғандар. Біздің құлыбыз болған ол Мәскеу. А біз наоборот болып қалдық қазір. Шу наоборотлықтан шыққыңыз жоқ, что ли, сізді? Мен шуға хайран қаламын да. Шунаға ұлы тарихлы біздің халықлар біз Путинге құлбыз. 26 жылдан бері. 98-ден 98-да келді ол хайван. 26-27 жыл. Құлбыз. Как это происходит вообще? Вот это интересный момент. Рабат убийцалар программа жасалған. Бәлкім. Суреткеш сан деудеш. Мұсылмандарны Аллах қылсын. Рахмат. Амин. Беруши, брат, одевай. Жасасын туреке бауырлар. Кефирлер қылып жатыр. Талибандар молодец, өз мемлекетін құрды, женске жетті. Христос воскрес, воскрес. Туба. Так, ой, ё-моё. Тухтамышев деген кем? Тухтамышев деген Тухтамыш, это хан, хан, Тухтамыш хан, который этот, как говорится, с Тимуром бодался, как я понял. Этот Тухтамыш за помощью бегал полякам, получается, я историю читал же, где я читал, я не помню. В прошлых годах я куда-то же читал вам. Бегал к полякам за помощью, чтобы против Тимура, короче. Зачем так было, я не понял. Вот этот момент. Надо почитать где-то. И то он я урыслар язмаган болсын. Урыслар язган болса, онарға гарантия yok. Как они там написали. Қазақстанда татарлар татар екенін мойындамайды. Шу урысқа айленгендер.
O'zbekistonda da shulay yo'q. Alлаху акбар. Наталья пишет, опять этот провокатор появился. Я не провокатор, я уничтожитель Москвы, иншаллах. Что я провокационные вещи говорю я здесь? Я прямолинейные вещи говорю. Ничего провокационного не говорю, а говорю конкретно то, что вы должны понимать. И я поражаюсь над людьми. Слава Иисусу Христу. При чем тут Иисус Христос? Я вообще, о чем я говорю? Он про Христа своего сует. Я поражаюсь над людьми. Тоже мне щуканчыклар, блин, заселяют этот канал. Татарстан халқына, Башқұртстан халқына бостандық. Рахмат. Амин. Новый Завет Евангелии. Ну, короче, тут вот это какие-то Натальи сидят со своими Христами, надоели уже. Тут, я думал, нормальные люди, думал, комментарии пишут. Аттак-саттак, аллакимлар. А, вот кто-то написал, зачем ты говоришь за весь Татарстан и Башкортостан? А за кого говорить? Вот это я не могу понять. Ну, явно Манкурт какой-то вопрос задал такой. Минсина Сурабутрамманы. Ким, во-первых, чтобы говорить или не говорить. Мин Башкортостан, хам Татарстан, за весь даже, за лишнее я говорю. И что с этого? Что ты мне сделаешь? Предъявляй свои факты или что-то там, я не могу понять. За весь говорить или за кусочек говорить. Мен, Аллаға шүкір, мен ауылымнан башлап, бүтін шул территорияға сөйлеймін мен. Бүтін шул территорияға. Керек болса до Сахалина сөйлеймін мен. И что ты мне скажешь? Мне ведь до этого только что я тебе говорю. Har biringni kutanga kirib shuqiymen dedim men. Har biringni kutan shuqiymen kerak bo'lsa. Чтобы ты понимал, что ты, если вот это такое написал, зачем? Я уже 100% уверен, ты манкурт. Весь запрятанный, точка у него. И семедаю, баркимедаю. Просто точка, какая-то фотка черная, короче, дичь, короче. Какая-то. Вопрос такой задает, за весь говоришь, блин. Салам алейкум из Азербайджана. Валейкум ассалам. Я понимаю. Башқұрттарға бостандық. Рахмат. Амин. Не Рамадан, а Рамазан. Ну да. Алла, Башқұртстан. Біз енді Рамадан дейміз мында, чүнки мында уже как-то язык по-другому у нас работает. Мында Рамадан дейді. Рамазан, ол бізді Рамазан келді, ишігіңізге. Это мы ходили. И этот Рамазан бізді. Рамазы, блин, Рамазан. А бұларда Рамадан. Рамадан, ну, не знаю, по-арабски, наверное, это. Как-то так. Казах. Хайырлы таң, дұрыс, рахмат. Шындап та, Қазақстанда хайырлы таң. Хайырлы ирта бүтініңізге, шындап та, сізде сағат 7, бізде сағат 4. Вот человек тоже написал, час назад написали, оказывается, с Казахстана. Этот. Так, понял. Не гони. Это политика, бро. В 5 не забудь. Так. Шынбай немен сынып жатыр.
Так, Башкортостан. Рахмат. Ну да, тут, короче, очень много. Скоро пена изо рта выйдет и от злости пойдет. Куда пойдет? Куда пойдет? Ну, максимально не реагирую, короче, всяким комментам. Ураза вақытында енді кетенді. Ямсыз сөйләнмек. Так. Вот кто-то говорит, поделился трансляцией. Рахмат. Так, Зур Рахмат. Все, дочитал, но там эти Христос воскрес, больше вот это ерунда какая-то. Так, Дурткиши, Ютуб-то, блин, наверное, бан у меня в Ютубе. Людей очень мало. Не ходят, Ютуб у меня туда-сюда не шевелится. Я так понял. Ну, может, потом посмотрят. Поэтому будем тогда сворачиваться. У меня будильник пикает, сават дурпалда. Мне надо это сухур сделать и отбой, короче. На мазуку и отрага керек. Сейчас у меня время перевернулось. Нәрсеге вакытым үзгәрде. Хәзер мин иртән ятам, обедта торам, короче. Ну, сегодня даже вообще проспал. Короче, этот, на зухур стою, короче. Стандартно. Ложусь и на зухур стою. Ну, а чё мы бездельники? Узбеки же на работу не зовут меня. Бездельник. Юг, эши злим, короче, ну эшюк пока. Я газюк, эшюк. Вот так вот. Разговаривал сегодня, ну, на днях получилось так, что поговорил я с здешним офисным работником. Он тоже начал искать, подсуетился мне работу, искать начали туда-сюда, но пока тишина, пока тихо. Ну, я же как бы по профессии сам-то просто не работал. Ну, я сам столяр, плотник, паркетчик по профессии. Ну, шляган тугольмин. Поэтому, как бы, если уж любую работу я могу делать, как говорится, за 40 лет, я думаю, разные работы перепробовал, можно любую работу делать. Просто здесь принципиально они хотят видеть у каждого мастера, как будто бы там из 8 тысяч людей, которые в чайхане сидят, ну, группа это в Телеграме, кто не знает, что они думают все мастера. А прям как будто в Европу все с Узбекистана едут мастера прям. Это фиг, как говорится, с маслом, как говорится, мастера. Тут половина, может, из них нет мастеров. Постоянно вы просят мастеров, мастера. Вот поэтому, если кто увидит этот эфир, если кто хочет приехать в Нидерланды, смело мастера можете приезжать и работать. Казахстаннан была создана, Узбекистаннан, разницы нет. Приезжайте, работайте, чем в Россию ехать. Понимаете, в Россию не надо ехать. Приезжайте сюда и работайте. Но только работу просите не у узбеков и таджиков. Они все равно не дадут. Просите у нидерландцев, просите у местного населения. Вот у местных работы полно. Это аграрная страна, как еще когда-то я говорил на эфире. Аграрная страна, Нидерланды, везде цветовые базы, в Гаге, вон там в Роттердаме цветы, вот скоро уже все, цветы начинаются, теплицы, работы полно. Но каягас сұрайлар. Каягас сізді болашақ. Бұл біз қошақ келгенбіз мұнда. Сізді каягас болашақ. Если сіз виза білән келесіз, сізге автоматом работы разрешения білән келсеңіз, виза D было в Польшу, вы примерно виза D, если рабочая виза приезжаете, вы смело можете работать здесь. И все, они вас сразу берут. С визы вы на работу, вы не беженец. Беженцев тут ненавидят. Сразу нацистские движения происходят. А если вы официально по белому приехали на работу, вы работаете. И не нужно спрашивать у узбеков и таджиков. Все равно ни хера вам не дадут. Так что шанага столько үзігізге. Поэтому мен де Аллаға тапшырдым, короче. Инәлеп, сұрап, больше йөрмеймін. Тегерас айтқан екен, ол чайханадан да шығып кеттім. Я повздорил с ними и ушел с этой чайханы, и не ищу даже работу. Если суждено, найдем работу. Не найдем, будем чем-то другим заниматься. Или сменим страну. Проблем нету. Поэтому, шундай хал, достар, будем хайырлашканы.
давайте на связи, максимально репостните вот этот именно YouTube, продвиньте YouTube. Я не знаю почему, наверное, YouTube закрыли в Башкортостане, Татарстане, наверное, России YouTube не работает. Я не могу понять, почему в YouTube перестали заходить из Башкортостана, с Татарстана. TikTok вообще вы не зайдете, наверное. Как-то так. Поэтому и там, и тут инда. Good luck, Рахмат. Этот. Вам доброе утро. Хайрлы ерте. Меня этот щеко. Мне тоже ерте инда. 4 утра у меня сейчас время, как говорится. Вот. Все, 4 утра, короче, все. Пацаны уже похавали, они играют, короче, футбол гоняют на этом PlayStation. Не спят. Другие спят. У меня в хате тоже этот ушлепок один есть, тоже спит. Вот так вот. Этот враг мой. Я со своим врагом, короче, живу. Ну что, вот такие дела. Так что и с врагом, оказывается, приходится жить. В хате в одной. Рахмат, Зур, Дурт, Киши утра, этот YouTube-то закрываем. Почти 2,5 часа, 2 часа 35 минут я с вами был. Кто полностью не посмотрел, с ТикТока можете зайти в YouTube посмотреть. Башкортостан 2024, это мой канал. Там и другие, там есть ролики всякие. Можете посмотреть, подумать. И пишите комментарии, если где-то что-то хотите меня подправить, исправить, дать совет. Киняш берем, ну, как говорится, что как. Ну, наше дело, как говорится, правое, без Москвы барбар нәрсе болса да аударып югалтырга тиеш без ничек болса да, потому что это кровопийца, который присосалась к нашим землям и пытается доить нас, еще сколько они будут доить нас. Поэтому это все уже надоело. Нам надо округляться, чтобы они перестали нас доить и отстали от нас полностью. Вот и все. Как-то шулай. А для этого нужно, как говорится, аждаханы башын кесіп ташларға керек. И все. Путина югалтсақ, и все станет на свои места. И таким образом, что югалтқанда да, не так, что федерализация или металлизация там, нет. Полнейшее отделение, полнейшее, чтобы они, не мы будем отделяться, еще раз, в тот раз тоже говорил, мысль новая пришла, так сказать, они отделяться должны от нас, они к нам присосались, не мы к ним. Поэтому мы должны их, как клещ утравить инде, урманда кіргенде клещ, и он можно үзіп шығарар керек, чтобы он отделился. Вот этот клещ надо с нашей, как говорится, нашего тела отодрать в виде Москвы. Вот отодрать, и можно еще вот так нажать, чтобы он взорвался там. Был вообще кровавая баня, так сказать, как клещ. Лопнуть надо, чтобы он лопнул, как клещ, короче говоря. Так что шындыхал. Ярар, исән сау, как говорится, уразалар бүтінігізге қабыл болсын, тұтқанлар, как говорится, Аллах Тағалам жеңілдік берсін, тұтқанларға дұғаларыңызды қабыл қылсын, уразаларыңызды қабыл қылсын, гүнахларыңызды кешірсін, бүтінігіз білән қушалам, бірдәмбіз, біз мұсылманбыз, Аллаға шүкір, и шул мұсылман болып ғұмырда hech qachon o'zimizni millatimizni sotmasdan o'zimizni религия одно, ислам одно, начинает мне комментарий писать, чтобы у нас самое главное и религия ислам было, и без мусульман было тулик, мусульман было улик, как говорится, теге дүнияда мусульман было қайтик, Аллах берсе, Аллах Таалам безне кабул кылсын таким этот, так сказать, минимальным, так сказать, набором грехов. Вот такие мои пожелания пусть будут всем мусульманам. Ну, сегодня, кстати, вот не могу понять, конечно, мы 18-го начали держать, сегодня уже 28-е. Вот так, если по дням считать, 8 дней я посчитал, а так, вот так 10 дней вроде бы. 10 дней, да, получается? 10 дней мы уже прошли, представляете? Еще Егерме Кюмкола, грубо говоря. Тут у меня расписание пишется 20-го. Вот, 20-го Ураза Байрам, вот. Видно будет, нет? Вот 20 числа Ураза Байрам. Вот сегодня вот у нас сегодня через час 30 фаджр будет. 5:34 у нас будет фаджр. А Магриб у нас 6:18. Вчера было 6:16, сегодня будет 6:18. Короче, иншаллах. Короче, 20 дней. Через 20 дней. Вот как раз пишет, 20 дней осталось. Ункен уткенда, представляете? Ункен пролетело.
Я даже не заметил, что произошло. 10 дней, все, улетели 10 дней, представляете? И 20 дней осталось. Так что Аллаға тапшырдық. И максимально, как говорится, дұға, максимально Алладан сұраймыз. Башқұртстан, Татарстан һәм башқа дәүләтләрнең азатлыгы өчен дұға кылыйк. Азатлыкка чыгыйк һәм шул азатлыкта үзебезгә хуҗа булып яшик. Иң мөһим шул безгә. Иң кирәклесе шул безгә, беләсезме? Кирәкле состояние и вот это облегчение, азатлык, это и есть нам вот это надо. И Кавказу, и нам всем нужно это, вот это, так сказать, передышка на всю жизнь от Москвы, чтобы Москва сама свою жизнь строила, мы сами свою, вот и все, без междоусобиц, без войн, без вот этого давления из Москвы, чтобы мы никого не слышали, не видели, и самое главное, по всем войнам, которые Москва создала, мы не ходили больше. Мы не ходили по войнам, которые создавала Москва. Нам не нужны эти войны. Мы хотим мирно, тихо, спокойно и размножаться. Самое дело, как сегодня что-то где-то увидел, Минниханов говорит, размножаться надо. Размножайтесь туда-сюда, уговаривайте своих девушек, жен, говорит, подруг, уговаривайте и размножайтесь. Вот такой советует с микрофона, с трибуны Минниханов. Чокнулся тоже мужик. Странный такой. Размножайтесь. Ты бы сказал бы, перестаньте ходить на войну, вот это было бы по-мужски. А не размножайтесь. Получается, кишины ультереп туктады, да, размножайтесь, деймейнде. Удивляюсь над людьми. Әзір тұрған малайларны өтіріп біттілер. Қазір размножайтесь. Ол размножаться иткенлер әлі қошаны кіші болады олар. Шундай хал, дуслар. Размножаться, само собой, Башкортостан и Татарстан должен, но в эквиваленте не для того, чтобы воевать за узкий мир, а для себя. Для нас надо размножаться, чтобы мы жили дальше, чтобы башкорт, татар остался еще столетиями, сколько там дано Аллахом, чтобы наш народ не исчез. Вот для этого надо размножаться, а не умирать на всякой там побегушечной войне Путина. Туда побежали, сюда побежали. Зачем? Грузия там, куда вы только не ходили уже. Чечня, Грузия, Украина, Тогнаша. Хайварга улисес. Шунды хал, дуслар. Так что давайте будем заворачиваться, закрываем ворота деген кебек. 20 кеше ТикТокта, 4 кеше Ютубта рахмат, максимально Ютубна не несите ерунду. Ну, ерунда это вы, не я. Так что давайте. Так, закрываем тогда Ютуб. Рахмат.